Я думаю, этот вопрос нужно решать за счет диалога. Вот, поэтому движение работает в этой сфере. Сейчас будет формироваться комиссия, которая будет общаться с ними, и посмотрим, к чему они договорятся. У меня еще один вопрос, если позволите. В Афганистане сейчас осталось еще много граждан Украины, которые далеко от Кабула, которые работали и в охранных предприятиях, и в гуманитарных миссиях. Скажите, угрожает ли им что-то и как можно помочь им выехать оттуда, если это возможно? Я общался с одним из них буквально вчера вечером, мне эту информацию перебросили. Я вам скажу так, им ничего не угрожает. Абсолютно не стоит тревожиться. Там не только граждане Украины, там граждане Румынии, Грузии, Великобритании, Индии. Поэтому талибы с ними вчера встречались. Этот разговор они обсуждали. И я думаю, что в ближайшее будущее каждый из них попадет целый и невредимый к себе домой. Хаджи Аббасбей, у меня такой к вам вопрос. Вот по вашему мнению, все же сможет ли Талибан построить сильное государство, так как мы видим, экономика сегодня в Афганистане разрушена, в стране паника, и вряд ли в таком случае будут внешние финансовые потоки в Афганистан? Я вам скажу так, что в стране нету никакой паники, я повторюсь. Паника только вокруг Кабульского аэропорта. Вообще по стране никакой паники нету. Что касается, я безусловно скажу вам, у них получится, если соседние страны и спецслужбы держав не будут вмешиваться в внутриполитические дела Афганистана. Талибы смогли договориться и с Китаем, и с Россией, и с Ираном, и с другими развитыми странами. Я думаю, что в ближайшее будущее все наши соседние страны и мировое сообщество признает Талибан как руководство, которое управляет страной. Еще вопрос, если позволите. Сейчас, особенно в российских СМИ, распространяется такая версия. Ага, вы слышите, да? Да, я вас слышу. Ага. Распространяется такая версия. Но я вас не вижу. Хорошо. Вот. Ну, слышите, да? Вижу. Так, мы тоже вас видим. Я к тому, что сейчас есть такая версия, что американцы договорились с пакистанцами о передаче Пакистану Афганистана, и что, по сути, Талибан это такой прокси Пакистана. И чуть ли уже не пакистанские чиновники приезжают и возглавляют местные администрации на тех территориях, которые контролируются Талибаном. Что бы вы сказали на это? Я вам скажу так, это слухи. Талибан движение независимо ни от какой страны. Единственное, что да, когда им пришлось убежать, покинуть страну, то большинство их, получается, засели на приграничной территории с Пакистаном и Афганистаном. По-любому у них есть хорошие теплые отношения с этой страной. Это соседняя страна, мы должны с ними развивать отношения. Но такого, чтобы их пакистанские или панджабские правители сидели в кабульских кабинетах, это сон. Такого не было и не будет. И последнее, я вас хотела спросить, откуда вы знаете так хорошо русский язык? Жизнь заставила. Жизнь заставила. Я поняла. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Хаджи Аббас Звак был с нами на прямой связи, как он себя назвал, человек, который симпатизирует Талибану. Спасибо вам большое. Ну, что скажете, пан Олександра? Какие впечатления? Цілком адекватна людина. І я думаю, що, бачите, в тому-то і справа, що в Кабулі дуже багато адекватних і талібів, як їх називають самі росіяни, так? Що вони адекватні. І тому що, в принципі, це не однорідний рух. Просто те, що ми бачимо зараз в Кабулі, не обов'язково означає, що це саме відбувається і десь в якомусь невеличкому селищі, десь на півдні провінції Гельманд або Кандагар. Тому мені здається, треба подивитися, що буде далі. Я точно усвідомлюю, як відбувається, що зараз думають таліби. Я думаю, що усвідомлюю, що вони зараз намагаються знайти якесь рішення для фінансування цієї всієї величезної держави. Розумієте, вони армія, яка отримала фактично державу. От американці, вони ж не сиділи без діла там 20 років. Вони будували інститути. Хай їх критикують, що там щось не побудували, щось погано побудували. Але там існує, там працює держава. І таліби фактично її очолили.
Тобто вони просто зайшли, і всі місцеві адміністрації, вони як залишались, так і залишаються. Всі ці будівлі, вони залишаються і працюють. І завдання талібів зараз запустити цей механізм. Звичайно, для цього їм потрібні гроші. Палками і побиттям ви не загоните жодного чиновника, може на перший місяць, а далі він просто перестане працювати. Тобто потрібні гроші, щоб годувати і будувати далі цей апарат державний. Як вони будуть вирішувати цю проблему, я не знаю. Чи почнуть вони якісь репресії проти своїх радикальних членів, які будуть заявляти про глобальний джихад? Я не впевнений в цьому. Але це потрібно буде зробити їм для того, щоб легітимізувати себе в очах Заходу. Тому що основні гроші будуть йти з Заходу все ж таки. Китай, як хто не сподівається на Китай, але вони дуже прагматичні. Ну вот к Китаю еще вернемся. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Юрия Кочевенко, військового оглядача, директора Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Да. Пане Юрию, вы слушали сейчас наш эфир, слышали нашу беседу с гостем, который подключился к нам в режиме онлайн прямо из Кабула. Какие ваши впечатления от этой беседы? Я можу сказати так, коментуючи те, що зараз сказав колега про адекватність, що найстрашніші злочини в світовій історії якраз робилися з абсолютно адекватним виразом обличчя і були аргументовані, цілком за логікою тих, хто це робив, якимись адекватними аргументами. Адекватні люди, освічені, будували концентраційні табори. Адекватні люди, досить розумні, створювали систему ГУЛАГ. І в тому числі адекватні люди напали на Україну, захопили Крим. І я мав, в тому числі по роду служби, можливість спілкуватися з нашими ворогами і з їхніми офіцерами. Це адекватні люди, які вчиняють злочини. І тут ми, розумієте, пропаганда створила у нас образ такий певний карикатурний члена Талібану, як якоїсь кровожерливої істоти, яка кричить «Аллаху Акбар» і розкидає навколо себе гранати і б'є жінок. Але насправді ці люди не досягли б успіху, якби вони не могли мислити, якби вони не могли будувати діалог, якби вони не могли вибудовувати свою комунікацію. Тому, звичайно, їм зараз конче необхідно виглядати такими досить нібито поміркованими, адекватними, здатними до діалогу і комунікації. Але якщо ми згадаємо, на чому ґрунтується взагалі вся їхня ідеологія, що є стержневим, що робить їх тим, яким вони є, що дає їм зрештою цю силу бути такими, коли перед вчетверо меншою армією талібів розбігається значно більша, навчена, оснащена армія Афганістану, тому що таліби хочуть вмерти більше, ніж ті, хто проти них воюють, хочуть жити. То ми зрозуміємо, з якою ідеологією і з яким злом насправді зараз світ стикнувся. Так, а в какой перспективе мы сможем увидеть настоящее лицо Талибана? Дивіться, немає ж ніякої таємниці, що собою являється організація. 7 років, чи скільки вона вже панувала в Афганістані. І що там відбувалося, ми легко можемо побачити. Вони зробили, очевидно, певні висновки. Вони вивчили, що таке піар, як потрібно зараз виглядати, щоб досягати своїх цілей, але ж абсолютно не змінилася їхня суть. Тому все, що було тоді, воно буде і зараз. Як ми можемо говорити, що ці 20 років їх змінили, якщо для них останні 1000 років людської історії нічого не варті? Тому, звичайно, буде якесь нашарування певної такої респектабельної цивілізованості, яку ми можемо побачити, зокрема, і в іранському режимі, і в інших, скажімо так, організаціях чи країнах, які дотримуються схожої ідеології. Але суть, вона буде незмінна, і ми дуже скоро в цьому переконаємось. И вопрос относительно Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, это вывод американских войск с Афганистана и то, что сегодня там происходит, это
провал США, не напоминает ли это вам Вьетнам, когда в Сайгоне некоммунистический режим удерживал правительство при поддержке американцев, а после того, как американцы вышли с Вьетнама, правительство за считанное количество времени упало? Там вони протрималися суттєво довше, ніж уряд Афганістану. Але, звичайно, ми не можемо ці паралелі не проводити. І, напевно, причина десь однакова, тому що ні народу Південного В'єтнаму, взагалі В'єтнаму, ні народу Афганістану вони не запропонували настільки прийнятну, настільки вигідну і для них модель побудови суспільства, щоб вони нею захопилися настільки, що були б готові за неї битися і за неї вмирати. А таліби, бачите, запропонували. Тому можна підвести коня до водопою, але не можна змусити його пити. І ті шалені гроші, і енергії, і ресурси, які Сполучені Штати вклали, в тому числі в розбудову афганської армії, ми, українська армія, можемо тільки заздрити і подумати, що якби нам стільки ресурсу дали, то ми б російських окупантів за Урал би закинули. Але ще раз говорю, що коли люди не бажають, не мають бажання захищати себе, не готові вмирати за свої ідеали, за свою країну, то як ти їх не тренуй, як ти їх не оснащай, нічого ти не зробиш. Є три, от кожен вам військовий скаже, що є три ключові показники боєздатності будь-якого підрозділу. Це навченість особового складу, це його забезпеченість відповідними засобами та ресурсами, і це його морально-психологічний стан, а говорячи простіше, бойовий дух. І ось без цієї третьої складової нічого не може бути. Ми знаємо безліч прикладів з історії, коли погано навчений, погано оснащений військ, але з високим бойовим духом перемагало гарно навчених і оснащених, але тих, хто не бажав битися. І ось це один з таких яскравих прикладів, з яких весь світ, і в першу чергу ми, українці, маємо зробити відповідні висновки. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Юрій Кочевенко був з нами на прямому зв'язку, військовий оглядач, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Пане Олександре, як все-таки, на ваш взгляд, буде складуватися міжнародне признання руководства Талібану? Дуже важко сказати, тому що правильно було зазначено попередніми колегами в тому, що, розумієте, визнати терористичну організацію офіційною владою, то це велика відповідальність. Тому що якщо завтра з цієї території почнуться атаки там, на інші країни в Західній Європі або там, в Середній Азії, то доля відповідальності лягає на вас. Тому що ви фактично, визнаючи цю владу, ви допомагаєте їй, легітимізуєте це. Тому я думаю, що багато країн зараз думають, і у них така от пауза, вони дивляться, а куди ж поверне цей Талібан, що вони почнуть робити першими. І таліби їм допомагають в цьому, зображаючи себе такими поміркованими. Я думаю, буде певна пауза. Але ті, хто визнають, вони і так визнають, в принципі, вони і так відомі. Це, в першу чергу, Пакистан, це, можливо, Китай. Не зрозуміло? Можливо. Це, можливо, Саудівська Аравія, хоча теж не зрозуміло, тому що останнім часом у них були конфлікти з талібами. Можливо, Об'єднані Арабські Емірати, можливо, Росія. Хоча я теж тут сумніваюся, тому що Росія цією своєю політикою фактично стріляє собі в ногу. І визнаючи Талібан, вони взагалі готує таку фундамент для величезних проблем у себе всередині. В таком случае, вот не прослеживаете ли вы здесь некую конспирологию? Не может ли это быть вывод американских войск с Афганистана вот такой просчитанной стратегической акции Соединенных Штатов Америки для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе? Ну, розумієте, тут... И создать проблемы, собственно, для России. Мы с вами Узбекистан обсуждали, Таджикистан, и, возможно, то, что сегодня происходит в Афганистане, дает такой некий карт-бланш другим радикальным группировкам в Средней Азии, на Кавказе и так далее. Якщо вони хочуть создати проблему Росії, хай дадуть нам ще пару десятків мільярдів і озброєння. Я думаю, ми краще створимо проблему Росії, ніж таліби. А насправді, розумієте, таліби можуть створити проблеми і США. Для джихадистів немає кордонів.
Чому ви думаєте, що якщо американці так спланували, що зараз ми підемо і проблеми будуть тільки в цьому регіоні, що це так і буде? Насправді ні, тому що ми ж знаємо, що від кого найбільше потерпали, хто найбільше потерпав від талібів. Американці, вони втратили в одній атаці, яка була підготовлена на території Афганістану, найбільше своїх громадян в історії взагалі терористичних атак в США. Тому я думаю, тут немає конспірології, тут скоріше є реальна політика. Тобто американці зрозуміли, що далі так тривати не може, і політична ситуація склалася дуже вигідно, тому що перемовини з талібами почали республіканці, а демократи тільки довели до логічного кінця. Ніхто не сподівався, що все так буде, тому що насправді для американців це величезний репутаційний удар зараз. І почитайте американські видання, ЗМІ, вони там критикують і Байдена, навіть демократичні ЗМІ, не менше, ніж світові. Тому я не вірю в конспірологію, хоча деяким аналітикам хочеться вірити в конспірологію, тому що важко зрозуміти і важко повірити в те, що хлопці в кросівках і з автоматами Калашнікова розбили там одну з найчисельніших і найкраще фінансованих військових сил в регіоні, якою була Афганська національна армія. Важко в це повірити, тому хочеться пояснити все якоюсь конспірологією. Насправді все простіше. Тобто таліби не перемогли військово. От я не погоджуюсь з тими, хто стверджує, що це військова поразка США. Всі військові операції американці виграли проти талібів. І вони їх загнали дуже далеко в Пакистанські гори і в Квету, і дуже далеко. Але це політична, скоріш, репутаційна поразка для американців. І дуже небезпечна ситуація для світу. Я б так це назвав. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое. Олександр Кореньков, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки та тероризму, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся сейчас буквально на 2 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите самые актуальные новости сейчас. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и не забывайте подписываться на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Корушкенджи. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da,
Dumanlar артында yolsuz kalsam da, ecnebi toprakta Allah olsam da, Kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmağam vatanım olsun. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Окупаційний суд Севастополя обирає запобіжний захід двом кримським татарам, яких учора затримали після масових облав. Їх звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії, нібито через причетність до Хізбут Тахрір. Цей же суд учора взяв під варту двох кримських татар – Джебара Бекірова та Рустема Таїрова. Окупанти Бекірова звинуватили у створенні осередку організації Хізбут Тахрір, а Таїрова вважають учасником цієї організації. За словами адвоката Сіяра Паніча, який представляє Таїрова, окупаційний суд не взяв до уваги жодні доводи захисту. Одни и те же шаблонные фразы следователя. Может, тяжесть обвинения может скрыться, воздействовать на свидетелей. Доводы защиты я довел до суда, и что это не подтверждено материалами дела, только предположение следователя. Все, но механизм работает, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для наших соотечественников. А вчора окупаційний Київський райсуд Сімферополя ув'язнив імама Раїфа Фівзієва до 12 жовтня. За словами адвоката Едема Сімідляєва, окупаційні слідчі вважають, що через наявність в імама українського паспорта він може втекти та тиснути на свідків. Раїфа Фівзієва звинувачують у створенні осередку забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Якобы он с 2015 года является организатором ячейки Хизбут Тахрир. То есть с 2015 года следствие узнало о его противоправной деятельности и ничего не предпринимал. То есть 6 лет человек ходил, никому не угрожал, никакой особо общественной безопасности не угрожал Российской Федерации. И сегодня вдруг он был задержан. Окупаційний суд відкрито стає на бік звинувачення. Про це заявив адвокат Айдер Азаматов після допиту так званого таємного свідка по справі Еміля Зієдінова, якого звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Його затримали у селищі Буюконлар, Октябрьське, улітку минулого року. Таємний свідок назвався як Аслан Татаров. За словами матері бранця Едає Зієдінової, цей свідок на більшість питань відповідав, що не пам'ятає та не знає, а судді усіляко допомагали сформувати відповідь. На многие вопросы отвечал: наверное, не знаю, не помню. Вот на вопрос, например, Эмиля, когда меня задержали, он ответил: не помню, кажется, зимой. А на самом деле его арестовали 7 июля 2020 года.
Потом Эмиль задал ему вопрос, с какой стороны находится второй этаж мечети. Он сказал, с правой. На самом деле мечети второй этаж находится с левой стороны. Это уже говорит о том, что он не знает. А хотя он говорит, что Эмиль это знает давно, он с ним общался. Когда защита задавала свои вопросы, суд вот прямо уже не стесняясь, открыто подсказывал, как нужно отвечать свидетелю на эти вопросы. При этом суд говорил о том, что защита провоцирует его. То есть открыто суд говорил, что мы в допросе его провоцируем. Кроме этого, суд показал необъективность в каком плане, что когда я задавал вопросы, суд постоянно вмешивался в мои вопросы, пытался загнать нас, так как скажем, в рамки, говорил постоянно председательствующий судья, что у нас очень мало времени, мы работаем до 13:00 и нам нужно завершить допрос. Окупанти поранили українського воїна на Східному фронті. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров'я задовільний. Загарбники знову били важкими мінометами по оборонцях Золотого 4, Пісків та Водяного, що біля окупованого Донецька. Також застосували гранатомети різних систем, кулемети та інше озброєння. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Станом на 7 годину ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Сили спецоперації тренувалися знищувати ворожих диверсантів неподалік межі з окупованим Кримом. За легендою навчань на Херсонщину сунула диверсійно-розвідувальна група на автівках, щоб здійснити теракти на стратегічно важливих об'єктах інфраструктури. Українські бійці відпрацювали послідовність виявлення та знешкодження ворога, а також знищення незаконних збройних формувань на вільній території України. Зазначене тренування проводилось у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України. Зазначене тренування підтвердило, сили і засоби готові до адекватних дій у разі терористичних загроз. Піклування про переселенців з окупованого Криму та ветеранів російсько-української війни. Такими питаннями планує опікуватись Февзій Мамутов в Одеській обласній раді. У четвер він урочисто прийме присягу як депутат і офіційно стане першим кримським татарином депутатом Одеської облради. Його обрання затвердила виборча комісія Одещини. Кримсько-татарський борець, призер багатьох міжнародних змагань Февзій Мамутов займе місце художника Олександра Ройтбурта, який пішов в життя 8 серпня. На виборах минулої осені Февзій Мамутов балотувався за списками Європейської солідарності у Переморському районі Одеси, другим після Ройтбурта. Мамутов народився у Коломінському Собєтського району, а після російської окупації залишив Крим. В Одесі доволі багато переселенців, доволі багато наших кримських татар, учасників бойових дій, українців, учасників бойових дій. Я так вважаю, що дуже потрібно приділити їм увагу. Я як спортсмен, звичайно, буду намагатися приділити увагу сфері спорту, привернути увагу чиновників, депутатів до цієї сфери. І, звичайно, до питання кримсько-татарського, питання Криму, щоб цей так близький регіон до Криму не забував, що Крим – це українська земля. І ми повинні робити все, щоб наблизити його повернення, так скажімо, до батьківщини. Розвінчати міфи про взаємини українців та кримських татар і більше дізнатись одне про одного. Така мета масштабного культурно-мистецького проєкту «Шлях Йол». Він стартував на початку серпня театральними перформансами, виставками у віртуальній реальності, виступами симфонічного оркестру і не лише. Проєкт розповість про багатовікову історію та культуру кримсько-татарського народу та історичні зв'язки. Проєктом, що об'єднав 5000 учасників, опікуються художники Влодко Кауфман та Рустем Скібін.
Это первый уникальный проект и первая такая возможность объединить уже это все на профессиональном уровне со специалистами, с деятелями культуры, историками, этнографами. Все в целое, музыканты. И показать нашу культуру, наши традиции во всех ее гранях. Также в проекте мы хотим рассказать об нашей государственности, о взаимоотношениях Украины и Крыма, об украинцах и крымских татар. Проєкт фінансується Українським культурним фондом. На думку виконавчого директора, це інвестиція в історичну просвіту українців та кримських татар, а також руйнування нав'язаних міфів про наші народи. Більш того, у нас існувала якась така такий дивний ідеологічний покруч про те, що от, власне, кримські татари – це лихо і кримські татари – це Крим. Але історія показує про те, що кримські татари упродовж багатьох століть жили на території України поруч з нами. Нікуди вони не дівалися. Це такі самі, які ми, українці, вони є українцями. Це частина України, це частина української історії. Для мене насправді дуже є позитивним і знаковим, власне, поява цього проєкту. Коли наші шляхи перетинаються, то на цьому перетині народжується щось дійсно унікальне, справжнє і на багато років. Започатковуються книги, настільні ігри й мобільний додаток із вивчення кримсько-татарської мови. Також буде презентовано айдентику кримсько-татарської культури для світу, щоб популяризувати культуру корінного народу і за кордоном. Для нас важливо показувати кримсько-татарську, українську культуру через сучасний вимір та через поєднання і традицій, і сучасності. Тому ми, очевидно, розглядаємо можливості демонструвати частини проєкту «Шлях Йол» на міжнародних майданчиках. Як зазначив директор Кримського дому, режисер Ахтем Сейтаблаєв, проєкт «Шлях Йол» – це зразок того, як люди можуть об'єднуватися завдяки знанню про себе. Він пообіцяв зробити все, щоб цей унікальний проєкт був представлений спочатку в стінах Кримського дому, а згодом став частиною кримсько-татарської садиби на території Національного музею народної архітектури та побуту України. В Іспанії намагаються стримати масштабну пожежу, найбільшу для країни цього року. Заважає спека, а також вітер, який в ніч на середу став ще сильнішим. Вогонь спалахнув у сільській місцевості провінції Авіла, приблизно у 120 кілометрах від Мадрида. Усе почалося з займання автівки на шосе. Полум'я швидко поширилося, що призвело до евакуації близько 1000 людей з 8 сіл. З 14 серпня випалено щонайменше 15 тисяч гектарів лісу. Це катастрофа, всесвітня катастрофа. Майже все згоріло. Скотарі і всі інші втратили все. Пожежникам допомагають і волонтери. Тварини страждають більше за нас. Вони налякані і дезорієнтовані через дим. Ми намагаємося врятувати тих, кого можна. Ганьба, що нам ніхто не допомагає. Взагалі ніхто. Будь ласка, допоможіть нам. Ми збираємося врятувати корів, щоб вони не обгоріли. Ми замкнемо їх тут. Якщо вогонь наблизиться, ми зможемо їх захистити. Голова регіонального департаменту із захисту навколишнього середовища говорить, що лихо викликала комбінація спекотної погоди, вітру і низької вологості. Однак, за його словами, вогнеборцям поступово вдається опанувати вогонь. Зараз з пожежами бореться близько 1000 людей, включаючи 140 військових. Також на місце направили вертольоти та літаки. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. İlkbaharını müjdeleyen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, goncen ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan.
Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tulpan, bahçemizni şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Erenlerge eş olup yol kuvmaylar. Başta akıl olganda közde karuv, görmey, bilmey yaşamaktan utanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Okusalar kimseden kem kalmaylar. İstanbul'da, Paris'te birinci bola. Japonlar da olar gayet almaylar. Ay gidi Tatar yaşları, yok başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmaganda, horluk görüp, kayda barsa tökeler gözyaşları. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Sayгылатер телеканалының телесережілері бүгін информацион программасын сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki bölümümüzde biz Kırım Tatar tilinde alıp baracakmız. Sonki ve en aktual haberlerini musafirlerimiz ile bu yayında müzakere edecekmiz. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim ete. Buyurunuz bizlerge Viber vasıtasıyla telefon açınız 067 63 46 130 ya da Skype adresimiz ile bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz bizlerge telefon açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim ve men bu bölükni aytkaным gibi Kırım'dan en esas haberler ile başlamağa ister edim. İşgal etilgen Kırım'da tünevin tutulgan 5 Kırım Tatarından üçüne sınırlanıp usulü belgilendi. Olarını 2 ayga sezoga oturttu işgalci kararı ile. Bu vaziyetni Людмила Денисова insan hakları boyunca ombudsman Yukarı Şurada aytıp geçti ve buna bir izatlaf berdi. Keliniz onun цитатасını beraber dinleyik. Підконтрольні Росії так звані суди обрали 3 із 5 затриманих кримських татар запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Украина президенті Владимир Зеленский туневін tutulgan 5 Kırım Tatarının tezden azat etilmesi için Rusiyadan talapta bulundu. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди звільнені. Bunun beraberlikte Avrupa Birliği keçenleri Rusiyanın mahkemesi, işgalci mahkemesi 4 Kırım Tatarına çıkargan dehşetli hükümler ile bağlı onun izatını seslendirdi. Aytkanlarına göre bu çıkarılgan hükümler ki onlar 18 yıldan 12 yılga kadar bizim mabüslerimizin, siyasi mabüslerimizin, bizim semeddeşlerimizin hapishanege taşladı ve Avrupa Birliği temsilcilerinin aytkanına göre bu adaletsizce, kanunsuzca yapılgan bir harekettir. Bu haqda Avrupa Birliği'nin dış siyaset spikeri Peter Stano o'zining Twitter sayfasında yazdı. Onun sitatasını bizim muhbirlerimiz takdim etib buyurunuz. ЄС вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму. Bizler şimdi canlı bağdan işgal etilgen Kırım'dan advokat Edem Ağa Semidlayev var. Edem Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam.
Эдемаға демек сонки хаберлерге көре түневін тұтылған бізім учсемеддешімізге енді аписте бұлынып ұсылы белгіленген екі ай девамында шымды олар аписқанде қалажақлар дегер тұтылған екі қырым татар ақында малюматлар бар ма? Да, информация есть, что на данный момент проходят суды в Ленинском районном суде города Севастополя. Там работают защитники Демид Курбединов и Алексей Лазин. Еще окончательного решения по избранию меры пресечения нет. Я оларны насыл мадде бойынша хабатлайлар? Из 5 задержанных, которых вчера задерживали, 2 обвиняют по части 1, как организаторы, и 3 по части 2, как участники организации Хизбут Тахрир. Yani bu Kenya terrorizm boyunca davası 205.5 maddeleri boyunca değil mi? Да, 205.5. Эдемаға, мына сіздің малюматларыңызға көре бұл 5 тұтылған семейдешіміздің сіз шахсен таный едіңіз ме? Yani олар ненен беллелер, ненен мешурлер, не үшін анен оларының евіне ешғалжелер келіп шықты? Все это люди-активисты, которые не стояли в стороне, которые ездили на суды, занимались передачками. Мой подзащитный Физли Фраид, он имам, проводил дуалар, организовывал, помогал в организации детских праздников. То есть так его знают соседи, так его знают знакомые. Лично Раифа я знаю уже больше 20 лет. И, конечно же, могу лично я сказать, что никакого отношения к терроризму он не имеет. И подобные дела, они вообще не имеют никакого дела к терроризму. Это подтверждает и тот факт, что моего доверителя записали, есть аудиозапись от 2015 года. То есть сотрудники ФСБ правонарушения обнаружили в 2015 году. Но на протяжении 6 лет никаких претензий к нему не было предъявлено, никому он не угрожал и никаких противоправных действий не делал. Вот спустя 6 лет по заказу или по плану его назначили террористом. И вчера ему избирали меру пресечения. Я демаға сіз құсусан тынтувның, яғни ватандаштарымыздың евінде кешірілген бұл арамалар тынтувларының насыл кешкені ақында малюматқа сайыпсınız мы? Насыл кешті бұл тынтувлер, насыл өткерілді бізлерге тавсиятларына айтыңыз лütfen. Ну, с первых дней к этим людям относятся как к террористам. Соответственно, и обыски проводят как у страшных преступников. Оно проходит в виде спецоперации. Это вооруженный спецназ, который выламывает двери, выламывает окна, ложит всех на пол, и детей, и взрослых, и женщин, надевают наручники, и только после всего этого начинают разбираться. Так же произошло и в этот раз. В 4 часа утра, когда еще все спят, когда еще темно, ворвались в дом, положили моего доверителя, выволокли его на улицу, положили на капот машины, надели наручники, напугали детей, супругу. И только после этого, после того, как он начал говорить, что вы делаете, они немного успокоились, и как бы пошла официальная часть. А так вообще эти обыски, мы даже их обысками не называем, а называем нападениями, проходят как спецоперация. Эдемаға яшын сұрайжақ едім, бұл өткерілген тынтувлер бір
ayrı bir case gibi olacak mı ya da diğer akıyar gruppasına mı eklenecek? Çünkü bundan evvel biz görgen edik böyle прецедентlerini, когда наших соотечественников и их дела приобщают к уже другим процессам, которые проходят сегодня в Крыму. Можно ли предположить, что сейчас это дело приобщат к севастопольской группе или нет? Или это будет отдельный кейс? По тем данным и по той информации, которой я на сегодняшний день обладаю, это совершенно новое уголовное дело. Мой доверитель Сизии Храи проходит отдельно по уголовному делу, он один там, как организатор. И 4 человека, которые были задержаны вчера, это отдельное уголовное дело. Будет ли оно в рамках какого-то другого дела, пока неизвестно. Пока что оно проходит как отдельное уголовное дело. Ve demaga son olarak yani siz bu yapılgan tintuvlarını ve hususan siyasi mabuslar, endi siyasi mabuslar olar yani bu yapılganlarını siyasi cihetten yapılgan dep sayalar mı? Yani siz olarla bu mesele etrafında laf etip oldunuz mu? Да, конечно, конечно. Они это преследование, эти уголовные дела и непосредственно то уголовное дело, которое было вчера возбуждено, они расценивают как политически мотивированно, потому что это не террористы, это активисты, это имамы, это все те люди, которые ведут активную общественную жизнь, это те люди, которые занимаются общественными делами, организацией праздников. Поэтому в отношении них, поэтому их и назначают террористами. Çok sağ olun Sedemağa bizle bağlanğanız için ve suallarımızga cevap bergeniz için. Advokat Edem Semidlayev bizle canlı bağdan edi işgal etilgen Kırım'dan. Men hatırlatam sayılı dostlar, tunevin sabah Kırım'daki tintuvlerden başladı. İşgalci hukuk korçalayıcı organları 5 Kırım Tatarının evine saat sabah 4'te basıp kırdı. Neticede 5 Kırım Tatarı tutuldu. Edemağa'nın kaydetkenine göre şimdi onların epısını Hizbu Rusya'da yasak etilgen Hizbu Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde kabatlaylar. 5 semedişimizden ikisini bu ahirde demek bu gruppanı yeçeykanı tizgenlerinde teşkilatçılar olarak dep adlandırıp kabatlamaktalar. Diğer 3 semedişimizni ise 205.5 maddesi boyunca bu teşkilatta iştirak etkenlerinde kabatlaylar. Yani yanı bir şey bunda yoktur. Bundan evvel de yapılgan aynen öyle mekanizmler boyunca aynen öyle baskı ve aynen o maddeler boyunca diğer sebepleşlerimizden de tutmağa devam eteler. Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde bu yapılgan tintuvlarını ki bir müddet evvelsi biraz tınçılık edi dep aytmağa mümkün edi tutuklamalar ile bağlı. Şimdi böyle birden 5 vatandaşımızı tutkanlara sebebinden Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde Rusya'nın ötkerilecek Kırım platformasından evvel yapkan bir provokasyası olarak adlandırdı ki öyle de olabilir çünkü Kırım platforması teşkil etilgeninden ve Zelenskiy nutukından bu teşebbüs seslendirilgeninden sonra Rusya'nın çeşit türlü vasıtalar, çeşit türlü usullar ile Kırım platformasını diskredite etmeye çalışkanını biz görgen edik. Hatta böyle haberler alganımızga göre Rusya Federasyası Kırım platformasında iştirak etmeye istegen ve bu istegini artık bildirgen çeşit memleketlerge ya baskı ya korkutup siyasetini alıp bardı ya da birçoklarını işte para vasıtasının demek kaparacılık vasıtasının o tarafına çekmeye istegen degen malumatlar aldık. Bu haqda Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde de birçok kereler bildirdiler. Bizle şimdi canlı bağda advokat Leyla Hanım Gemici var. Keliniz onu selamlayıq. Leyla Hanım selam aleyküm. Merhabanız. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Cümlemizge Leyla Hanım siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu ötkerilgen tintuvlar şimdi ve apiske alınmalar neyle bağlı hususan ötkerilecek Kırım platforması arifesinde Rusya bu gibi provokasyonu şimdi mahsus gerçekleştiriyor ihtimali ne kadar?
Ну, я не исключаю такой вариант, но все-таки я больше склоняюсь к тому, что работает палочная система, отчетная система. И за первое полугодие были сданы отчеты о том, что окончены дела отправлены в суд, полугодие закончилось в июле. И в следующем полугодии нужно давать новую статистику, новые цифры. А на мой взгляд, эти аресты больше связаны именно с этой статистикой, которую должны выдавать на гора правоохранительные органы. А с учетом того, что нам удалось уже прочесть в тех процессуальных документах, это записи прослушки 2015 года, то я так понимаю, что достается из загашника все, что долгое время лежало, и в какой-то момент не считали нужным использовать, или оно не было пригодным, и сейчас сойдет все, что есть. Лилия ханым, bunu da soracak edim, mına siz tutulgan 5 vatandaşımızın tanış ediniz mi? Yani Олар ненен мешур, ненен белледі, не үшін айнен олардың евіне ешғалжелер басып кірді. Яғни бұл тұтылған семедешлеріміз ақында малюматларнен пайлаша білесіңіз ме? Безусловно, с некоторыми из них мы виделись на суде, но я не могу сказать, что мы были знакомы с ними. Знакома была я только с имамом Раифом Фидзиевым, знакомы мы с ним уже более 20 лет. С семьями мы дружим с того момента, как он женился. Это чуть-чуть не дотягивает до 15 лет. У нас дети дружат. То есть для меня это был очень близкий человек, и есть близкий человек, это друг нашей семьи, и человек, которого я могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны, человек, который всегда приходит в трудную минуту, никогда не отказывает в помощи, очень мудрый человек, рассудительный человек. Алло? Лилия ханым, я sizin fikriniz және менің anlағаныма көре, бұл тұтылған епсі аман-аман семедештеріміз böyle demek mahkemeye binaları o güne baraydılar. Yani semedештерімізні destek edilir ve böyle faal edilir деп айтмаға mümkün, doğru mu? Действительно, да, многие из тех, кто был арестован вчера, они приходили к судам в качестве поддержки, оказывали свою поддержку, показывали свою солидарность, и это не отнять. Об этом свидетельствуют фотографии флешмобов, в которых участвовали вчерашние арестованные наши соотечественники. И я думаю, та поддержка, которая была оказана ими, теперь народ оказывает поддержку им в тех преследованиях, которые коснулись теперь и их. Лилия ханым, siz bir seme, yani bu dava boyunca keçken semedешімізден birini korçalaysınız mı ya da yok? Я не участвую в этих делах. Дело в том, что вчера я находилась на 2 судебных заседаниях в городе Ростове-на-Дону, и в момент задержания меня не было в Крыму, поэтому защиту на себя приняли мои коллеги, которые находились в этот момент в Крыму. Я готова вступить в качестве второго адвоката при необходимости в любое из этих дел и оказывать своим коллегам посильную помощь. Ya eğer tıntıf keçiti hakkında laf edecek olsak, siz muhakkak o'zinin demek meslektaşlarınızla, zenatdaşlarınızla laf etkendirsiniz. Yani bu tıntıflar kene böyle baskı şekilde yapıldı mı? Kene böyle sabah basıp kırdılar, özlerinin panitoylarını getirdiler ya da daha da böyle sakince ve işte sözde hürmetçe geçirildi tıntıf. Обыски действительно прошли по стандартной схеме. Единственное, что изменилось время. Время это 4 часа утра, то есть это не процессуальное время. Была оцеплена дорога, но во всяком случае первым ко мне дозвонился именно Раиф Фидзиев, и о его обыске мы узнали первым. Также мы можем говорить о том, что у адвокатов, которые находились в Крыму, были
были заблокированы номера. Я полагаю, что это было сделано для того, чтобы они не могли своевременно прибыть. Тем не менее, мой коллега Дэн Семедляев своевременно прибыл к Раифу Фельдиеву на обыск, но его не допустили к обыску. Обыск прошел дважды в его доме. Первый раз это было, скажем, по постановлению суда, на чем был основан второй обыск, мне пока не удалось выяснить. Понятые были стандартно привезены с собой. Уже есть пресс-релиз официальных СМИ и видео с места обыска, где мы можем узнать, несмотря на то, что лицо, как говорят журналисты, замылено, тем не менее мы можем узнать этих фигурантов. И я думаю, что та видеосъемка, которая велась во время обыска, она стандартно не вписана в протокол обыска. И с учетом того, что были подбросы и отсутствие защитников, удалось зафиксировать подбросы запрещенной литературы. И с учетом того, что не было защитников, то, скорее всего, никто из вчерашних задержанных не смог внести свои замечания в протокол обыска относительно тех нарушений, которые происходили в доме. Также нам стало известно, что у одного из задержанных, Рустема, были изъяты денежные средства. Эти денежные средства были выданы в качестве компенсации после потопа. Про него был большой репортаж на Крым-Реалиях, когда в его доме был потоп. И, собственно, сейчас не просто его задержали, но его пожилую мать лишили средств на восстановление дома. И, собственно, кроме того, что ее лишили кормиться, ее сына, опору, и еще также лишили тех денежных средств, которые должны были быть направлены на восстановление дома к предстоящим холодам. Лилия Ханум, а сколько сейчас детей снова остались без отцов? У Раифа Фельдиева 3 малолетних детей. Одна дочь, я точно знаю, есть у Рустема. И еще 2 детей. Один, насколько я знаю, ребенок-инвалид у одного из задержанных в Севастопольском районе. Мне пока сложно собрать всю информацию из-за того, что в Крым я прибыла сегодня утром, и у меня не было еще возможности саккумулировать всю информацию. Но по данным открытых источников, количество детей политзаключенных достигло на сегодняшний день цифры в отметке 194. Anlaşıldı. Çok sağ olunuz Лилия Ханум, bizle bağlanğanız için ve böyle malumatlarla paylaşğanız için. Advokat Liliya Gemici bizle canlı bağda işgal etilgen Kırım'dan edi. Teşekkürler. Bizim yayınımızga ise şimdi muharirlerimizin qayd etkenine göre navbatdagi musafirimiz Qrim Tatar Milliy Meclis reisinin muavini Ilmiya Umerov bağlana. Kelnusini selamlayıq. Ilmiya, assalamu alaykum, merhabanız. Aleyküm selam, sağ olunuz. Ilmiya, şimdi Liliya Hanım Gemicinin o'tkirgen suhbatimizni eshitgandirsiz. So'nggi aytgan jumlasine göre umumen alganda şimdi 194 bala babasız o'smakda. So'nggi yapılgan tintuvlar neticesinde 5 Qrim tatarimiz yaqinlandi. Birining balalari bar edi, yaşlı, qart, ana babalari bar edi. Bir bizim tutulgan semideshimizdan ata paralarini bile çekip alganlar ki onu ev quruluşuna ayırmak gerek ediler. İşte vaziyet böyle, vaziyet dehşetli. Ne aytarsınız? Tünevinki tintuvlar ve geçen kuni o'tkirilgan siyasi mabuslerimizga qarshi chiqarilgan hükümler ile bağlı ne için şimdi işgalciler bu mesele yönelişinde böyle failleşti? Ya da failleşti dep aytmaga doğru olmaz, onlar her daim böyle zaten. Ne mümkün aytmaga böyle vaziyette Rusiyanın cinayetleri devam ediyor. Hiç toxtamağa istemiyorlar, böyle hareketler korunmuyor.
мүлкін бір шенен бағламаға, мүлкін бағламамаға. Bir şeyge bağlayacak olsak, onun mülkün bağlamağa birkaç günden son Kırımskaya platforma sammiti olacak Kiev'te. O sammitten birkaç gün evvel bir cinayet daha yapıp taşladı Rusya. Yani sizin fikrinizce bu demek Kırım platformasından evvel yapılgan böyle provokatsiya mı? Mahsus Kırım platformasını alçatmak için ve onun semereligi olmayacağına böyle bir mesaj vermek için mi? Evet. Elmira, ya mına sizin fikrinizce bugün işte göremiz siyasi mahbuslarının miqdarı öse. Babasız kalgan balalarının miqdarı ne yazık ki öse. Sizin fikrinizce Kırım platforması siyasi mahbuslar meselesine bir çözüm usullarını belgilep olacak mı? Bu nasıl çözülüp yolları ve usulları olabilir? Bu yönelişte hangi bir çalışmalarını işe kirsetmek mümkün? Asıl bu Kırımskaya platformanı vazifelerinden biri olacak. Siyasi mahbuslarla uğraşmak ve onların ya değiştirmek ya boşaltmak, almak ve ailelerine kaytarmak. Ya bu sizin fikrinizce nasıl gerçekleşebilir? Çünkü misal sonki 7 yıl içerisinde yapılmayan Gerçekleşmek için bu yeni bir meydançık çalışıp başlamak gerek ve onda hem sanksiyaların daha güçlendirmek yollarını kıdırmak gerek. Belki başka bir varyantlarda taparlar çalışıp başlasınlar da. Mına bizim bilgenimizge göre siz Ukrayna'nın demek işgal etilgen topraklar reintegrasyası nazirligi o günde böyle bir komisyada çalışasınız. Siyasi mahbuslar komisyası galiba dep adlandırıla. Anda işte bu siyasi mahbuslarının miqdarı öse. Anda onlara nasıl yardım etmek, nasıl kurtarmak usulları işlep çıkarılması mümkün mü? Bu komisya, межведомственная комиссия dilerine çeşitli türlü ministerstvolardan, ведомствоlardan insanlar bir 26 ya 27 aza var o komisyada. Onu pek узкое предназначение. Anda biz kabul etemiz kaysı mahbusların mülkün siyasi mahbus dep saymağa. Çünkü Ukrayna'da kanun yok. Onun için böyle bir komisya tuzdular. Ama onların hakkı var 100.000 grivna ayırmağa, şahsi insana ama hapiste olgan insana. Evde olsa подписка о невыезде, домашний арест, я да условное наказание. Ular keçmi. Ya İlmiye şunu soracaktım. Nasıl, nege göre siyasi mahbus mu değil mi belgileysiniz? Birkaç tane usullardan belgileniyor. Birinci Ukrayna pasportu olmak gerek, Ukrayna vatandaşı olmak gerek ve pozisiyası Ukrayna taraftarı olganını bildirmek gerek. Yani mahkemede buna... Son Ukrayna hükümeti yardım etilgen insanların cedveline kırseti. Yani öyle olsa bizim tutulgan hepsi Kırım Tatarları siyasi mahbus dep sayıla, doğru mu? Bu komisyanın kararlarına göre. Aman hepsi. Hepsi kayısıları hapiste, türmede, lagerde ya sizoda olgan soyları. Evde olgan soyu
көрсетілмейді. Сіз айттыңыз, кешімді бұл комиссия çalışа, çünkü kanunda yoktur, ama bizim malumatlarımızga ko'ra şimdi böyle bir kanun loyihasi hazırlana, siyasi mahbuslarning statusini belgilagan kanun loyihasi, bu doğru mu? Bu çoktan hazırlana da geçken parlament sastavında Çağırılı. Poroshenko zamanında iki varyant hazırlayan ediler. Birinde kabul etmediler, kalıp gitti. Şimdi men de siz bilgeniniz kadar bilem işte. Hazırlanıyor ama daha yukarı şurada kun tertibine çıkmadı. Ama sizin fikrinizce herhalde bu kanun loyihasında ne olması gerek? Yani siz eğer yazsaydınız bu kanun loyihasını nasıl şekilde yazardınız? Men kanun yazgan adetim yok. Onun için kıyın mağa şimdi bir şey aytmağa men ne yazar edim. Ama şimdi aytıp geçken usullar hepsi anda olur edi. Yani bu siyasi mahbuslarının statusunu belgileyip, onlarga yardım destek usullarını berilip de maddeleri olması lazım kanundanlığına göre, doğru mu? Bundan başka tek hapiste olgan söyleri değil de hareket yapan insanlar var. Hepsi hapiste değil. Birkaç tanesi bilemiz. Uslovный srok verdiler. Ama onların da körsetmek gerek. Çünkü uslovный srok olgan vakitte adam çalışıp olamay korantasına geliri kıyın ola. Onun balları da başka ballar gibi hem aşamak hem kiyinmek gerekler. Ben açık kengleştirelim bu usulların. Şimdi İlmi Ağa Kırım platformasından meseleni de müzakere etmeye başladık. Ben biraz bu mesele etrafında devam etmeye isterdim. Biraz tafsilatlıca bu meseleni biraz açmaya isterdim. Çünkü çok vakit kalmay. Bugün endi çarşamba ve gelecek haftanın başında 23 Avgust günü endi 4 gün kaldı dep aytmağa mümkün. Bu günü saymasak Kırım platforması ötkerilecek Allah kısmet etse. Kırım Tatar temsili organı, hususan sizler, Milli Meclis azaları bu Kırım platforması çerçevesinde nasıl rolünü alacaksınız? Endi malumatlar var mı? Endi 4 gün kaldı, endi bir malumatlar herhalde belli olması gerek değil mi? Meclis azaları, milletvekilleri iştirak edecekler sammitte. Ama söz verecekler tek bizim liderimizge, Mustafa Ağa, başka bizim aramızdan sözge yazılgan bugünkü günge göre yok. Aha. Yani bundan son olacak summit bitken son bölüşecekler iştirakçılar birkaç tane panelge ve o panellerden birinde hepimiz iştirak edeceğimiz istegeni söz alabilir ve o son protokollara bir yerge görünecek. Anda 4 panel olacak benim bilgenime göre. Her bir panelde Kırım Tatar temsili organı temsilcileri olacak mı? Benim anlaganyma göre yok. Ya hangilerinde? Misal için prezidentler arasına bizim koymazlar. Biz prezident değiliz. Onun için biz cemaat erbapları arasında olabiliriz. Bu ben yanılışmasam 4. panel olacak. Ya bunun beraberlikte benim bilgenime göre demek
Кырым платформасы черчевесінде бұл эксперт группасы бар, ve bu эксперт бағы бар, ve эксперт бағы içerisinde 7 группа бар менің білгеніме көре, белки мен yanlışam, siz meni түзетірсіңіз, ve bu gruppalardan birini Kırım Tatarlar teşebbüs etti ve bir gruppanın adı Kırım Tatar halkının aklarının tıklenülüvü gruppası olacaktır. Siz bu gruppaga kirmek kararını aldınız mı? Endi zira o açık menin bilgenime göre herkes kire bile, herkes iştirak ete bile ve onun işi sizince nedeni ibaret olmalı. Nasıl gruppada olsan da aktif çalışmak gereksin. Vesikalarını hazırlamak, onun üstünde çalışmak, bunu yükseltmek, başka panellerde de, öğrensinler. İş çok olur. İstesen çalışmağa. Her daim olğanı gibi zaten. Çok sağ olun Silmi ağa. Bizle canlı bağda bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini Ilmi Umerov bizle canlı bağda edi. Katende saygılı arkadaşlar, çok sağ olun Silmi ağa. Katende saygılı arkadaşlar, bu O'tkirilecek Kırım platformasına çok umutlar var. Biz de şahsen çok umutlarını besleyimiz. Men jurnalist olarak endi Kırım platforması teşebbüs etilgenden sonra aman erkun yayınlarımda bu meseleni musafirlerle müzakere etemiz. Çok fikirlerini, gayelerini bu studiyada eşittik. Çok fikirlerini müzakere ettik. Çok beklentilerini eşittik. Ama elbette ki bu beklentiler, gayeler, fikirler, umutlar O'tkirilecek Kırım platformasından evvel işte gerçekleşecek mi degen malumat yoktur. Yani onların gerçekleşeceği ihtimali %100 değil. O sebepten hakikaten 23 Avgust günü ne olacağını biz beraber göreceğiz. Beklentilerden azade, fikirlerden, gayelerden azade hakikaten ne olacağını 23 Avgust günü göreceğiz. Ve ben çok isterdim ki 23 Avgust günü bu beklentilerimizden daha çok bir şeyler bizlerge bersin. Çünkü eğer ki bermese bu çok büyük böyle bir hayal kırıklığı olacak ve ben şahsen bu hayal kırıklığına uğramağa istemeyim, bunu hissetmeye istemeyim ve çok umut ettim ki, çok isteyim ki 7 yıldan sonra Kırım'ın 7 yılı içerisinde ama 8. yıl olacak endi bu Kırım platforması hakikaten de semereli olur, hakikaten de bizlerge böyle ciddi, gerçek bir umut ışığını bağışlar. İşte beraber yayınlarımızda bakıp göreceğiz ki 23 Avgust günü ATR telekanalı saat 11'den başlayacak Kırım platformasını bitkenine kadar canlı yayında gösterecek, takdim edecek ve beraberlikte bu stüdyoda ben umut edeyim sizlerle beraber olacağım. Takip edeceğimiz, analiz edeceğimiz ve göreceğimiz. Kim ne ayta, nasıl neticeler, nasıl mekanizmler ve ilahli. Nevbeteki musafirimiz Milli Meclis azası Enver Ağa Kurtiyev bizle şimdi canlı bağda. Keliniz onu selamlayıq. Enver Ağa, selam aleyküm, merhabanız. Merhabanız. Enver Ağa, mına şimdi Ilmi Ağa Umerov'nin siyasi mabuslar meselesini ve Kırım platforması meselesini müzakere etken edik. Sizin de malumatlarınız olğanına göre Tünev'in 5 Kırım Tatarını keni tuttular. Bundan evvel daha 4 siyasi mabusumuzga hüküm çıkarıldı, kanunsuzca hüküm çıkarıldı ve eli ahrimini siz şahsen bugün Kırım'da yapılgan son ki bu hadiselerini, hareketlerini, kanunsuz faaliyetlerini O'tkirilecek Kırım platforması ile bağlaysınız mı? Rusya'nın Kırım platforması arifesinde yapkan bir provokasyası dep adlandırmak mümkün mü? Bunu aytmak kıyınca belkim de bağlamak mümkün. Ama buna gemici aytkan gibi onların özü demek işleri var, planları var. Bu sebepten en büyük manaları bu milleti korkutmak meselesidir. Ben böyle düşünüyorum. Platformanın alakası var mı yok mu onu pek kıyın etmeyeyim. Belki de vardır, belki de yoktur. Ama korkutma meselesi var, o 100%. Yani bu sonki yapılgan tintuvlar ekseriyetinin korkutup siyasetine kiredi, değil mi? Evet. Hı hı.
Платформаны bağlasak bu meseleyi anda bu mesele көтерілecek. Şimdi İlmi Bey de aytkan edi. Bu mesele көтерілecek olganını ve elbette bunu aytmak gerek. Ondaki iştirakçileri katiyen bu meselenin көтерmek gerek ve bu siyasi mahpuslar hakkında ne için onları öyle kapatalar ve illahı. Birinci gaye böyle. Bu Hizbut Tahrir degen teşkilatı bu teröristik teşkilattan çıkarmak gerek. Ben onu endi bir kere aytkan edim. Şimdi bu platformada iştirak etken insanlarga, bu işte memleketleri temsil eten insanlarga belki anda birkaç tanesi Cumhurbaşkanları olacak ve Dışişleri Başkanları olacak, yüksek seviyede insanlar olacak. Onlarga anlatmak gerek. Bu siyasi mahpusları meselesi toktatmak için Hizbut Tahrir alakalı. Onları bu cedvelden alıp taşlamak gerek çünkü onlar terörist değiller. Mesela bana şimdi Afganistan'da neler oluyor hepsimiz bilesiz. Anda şimdi Rusya bu Taliban'ı da terörist listesinde barlarlar. Ama şimdi onlar hakimiyete gelgenden son onları endi terörist olarak saymaylar ve öyle meselenin kötürecekler, öyle laflar gitti. Bu listeden Taliban'ı galiba çıkaracaklar. Çünkü bu yani devlet, yani memleket, onların işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Ve elbette teröristlerine yapmazlar. Onun için listeden çıkarmak gerek. Gerek olganda çıkarabilirler. İşte bu platformada iştirak eden insanlarga onlarga bile tekliften gelmek gerek. Tek yapmanız yani yeter demesinden olmaz. O listeden çıkarmak gerekir olar. Bunun için böyle keskin karar almak gerekir olar. Ya da platformada alacaklar. O platformanın kararına belki Rusya boysunmaz. Bu kararı belki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda almak gerek olacak. Ya da Güvenlik Konseyi'nde almak gerek olacak. Ama bu meseleyi mahsus öyle yüksek seviyede kötürmek gerek. Ben öyle de düşünüyorum. Yani bir taraftan mantıklı fakat diğer taraftan eğer Rusya kendi semiddeşlerimizi, vatandaşlarımızı tutmak istese, hapiste taşlamağa istese başka bir manaçık da bulabilir. Elbette başka bir manaçık da bulabilir ama hiç olmadıkta bu Hizbut Tahrir bu listeden çıkarılsa yani başkaca olacak ve dinge koşulan insanlar, Allah'a işanan insanları boşuna işte onlar şimdi alıp olamazlar. Başkaları belki elbette tenkit edecekler başkalarını ama gene de bu balaban iş olacak. Tek Kırım'da değil, bu bütün Rusya'da, Kafkas'da ve diğer yerlerde de öyle olacak. Çünkü balaban fayda olur, onları listeden çıkarsalar. Bu meselenin hep de bir kötürmek gerek. Yüksek seviyede. Anlaşıldı. Çok sağ olunuz. Enviraga bizle bağlanıp kıymetli fikirlerinizle paylaşkanız için büyük teşekkürler. Milli Meclis azamız Enviraga Kurtiyev bizle canlı Bağday'da Kırım'dan sayılı dostlar men sinezik ki bu bölükne yekunlemek mecburiyetindeyim. 4-3 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam ediyor. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız ve informasyon analitik programmalarımızdan devam edecekmiz. ATR ile olunuz görüşkence. Кичичик olganda, ağam da men de çiçekten yatkanda kardeşim şeydi. Kurt qagat telli şal
марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым, сен де келмедің. Тек айлар де келде, yıllar da geçken. Қарт фақыр бабайым, açlıktan өлген. Сен де қарт анайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқан вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт, ескісін сөйлеген. Сен де келмедің. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сұртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечменіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Окупаційний суд Севастополя обирає запобіжний захід 2 кримським татарам, яких учора затримали після масових облав. Їх звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії, нібито через причетність до Хізбут Тахрір. Цей же суд учора взяв під варту 2 кримських татар – Джебара Бекірова та Рустема Таїрова. Окупанти Бекірова звинуватили у створенні осередку організації Хізбут Тахрір, а Таїрова вважають учасником цієї організації. За словами адвоката Сіяра Паніча, який представляє Таїрова, окупаційний суд не взяв до уваги жодні доводи захисту. Одни и те же шаблонные фразы следователя. Может, тяжесть обвинения может скрыться, воздействовать на свидетелей. Доводы защиты я довел до суда, и что это не подтверждено материалами дела, только предположения следователя. Все, но механизм работает, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для наших соотечественников.
А вчора окупаційний Київський райсуд Сімферополя ув'язнив імама Раїфа Фівзієва до 12 жовтня. За словами адвоката Едема Сімідляєва, окупаційні слідчі вважають, що через наявність в імама українського паспорта він може втекти та тиснути на свідків. Раїфа Фівзієва звинувачують у створенні осередку забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Якобы он с 2015 года является организатором ячейки Хизбут Тахрир. То есть с 2015 года следствие узнало о его противоправной деятельности и ничего не предпринимал. То есть 6 лет человек ходил, никому не угрожал, никакой особо общественной безопасности не угрожал Российской Федерации. И сегодня вдруг он был задержан. Окупаційний суд відкрито стає на бік звинувачення. Про це заявив адвокат Айдер Азаматов після допиту так званого таємного свідка по справі Еміля Зієдінова, якого звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Його затримали у селищі Буюконлар, Октябрьське, улітку минулого року. Таємний свідок назвався як Аслан Татаров. За словами матері бранця Едає Зієдінової, цей свідок на більшість питань відповідав, що не пам'ятає та не знає, а судді усіляко допомагали сформувати відповідь. На многие вопросы отвечал: наверное, не знаю, не помню. Вот на вопрос, например, Эмиля, когда меня задержали, он ответил: не помню, кажется, зимой. А на самом деле его арестовали 7 июля 2020 года. Потом Эмиль задал ему вопрос: с какой стороны находится второй этаж мечети? Он сказал: с правой. На самом деле мечети второй этаж находится с левой стороны. Это уже говорит о том, что он не знает. А хотя он говорит, что Эмиль это знает давно, он с ним общался. Когда защита задавала свои вопросы, суд вот прямо уже не стесняясь, открыто подсказывал, как нужно отвечать свидетелю на эти вопросы. При этом суд говорил о том, что защита провоцирует его. То есть открыто суд говорил, что мы в допросе его провоцируем. Кроме этого, суд показал необъективность в каком плане, что когда я задавал вопросы, суд постоянно вмешивался в мои вопросы, пытался загнать нас, так как скажем, в рамки, говорил постоянно председательствующий судья, что у нас очень мало времени, мы работаем до 13:00 и нам нужно завершить допрос. Окупанти поранили українського воїна на Східному фронті. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров'я задовільний. Загарбники знову били важкими мінометами по оборонцях Золотого 4, Пісків та Водяного, що біля окупованого Донецька. Також застосували гранатомети різних систем, кулемети та інше озброєння. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Станом на 7 годину ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Сили спецоперації тренувалися знищувати ворожих диверсантів неподалік межі з окупованим Кримом. За легендою навчань на Херсонщину сунула диверсійно-розвідувальна група на автівках, щоб здійснити теракти на стратегічно важливих об'єктах інфраструктури. Українські бійці відпрацювали послідовність виявлення та знешкодження ворога, а також знищення незаконних збройних формувань на вільній території України. Зазначене тренування проводилось у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України. Зазначене тренування підтвердило, сили і засоби готові до адекватних дій у разі терористичних загроз.
Затоплені приміщення та гори знищеною водою документації. Працівники першої лікарні окупованої Керчі намагаються впоратися з наслідками нещодавньої повені. Зараз вимивають приміщення першого поверху, як і після минулої повені, все приміщення в грязюці та мулі. Звідти робочі виносять техніку і документи на вулицю. Варто зазначити, що від води постраждали і стіни лікарні, а вся будівля потребує термінового ремонту. Річка Східний Булганак, що полишила береги, також підтопила гуртові склади на вулиці Щорса. Підприємці розповідають, вода моментально піднялася щонайменше на метр і рознесла товар подвір'ям. Врятувати вдалося лише незначну частину майна. Однак найбільше людей непокоїть втрата документації. Потонули і робочі комп'ютери. Оргтехника, мебель, самое скверное, вся документация рабочая, налоговая, вся отчетность, вся информация, которая была на жестких дисках. Ну, то есть погибло просто вот в прямом смысле слова все. А осталось в живых только то, что выше метра над уровнем пола помещений. То есть обои, окна и потолки. Вже у четвер планують відкрити гуртовий ринок Керчі. Працівники базару намагаються власними силами упоратися з наслідками повені. Робочі з лопатами та спеціальною технікою прибирають бруд. Обсяг робіт чималий. Збитки, що їх зазнали підприємці, колосальні. У деяких більше 1 мільйона рублів. Роботи на ринку спробують завершити якнайшвидше. Сайт Кримської платформи тепер доступний і кримсько-татарською та англійською мовами. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміня Джепар повідомила, що всю актуальну інформацію про платформу можна дізнатися 3 мовами. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політика невизнання, санкції та безпека, захист прав людини, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму. Портал має кілька розділів – Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві. Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Піклування про переселенців з окупованого Криму та ветеранів російсько-української війни. Такими питаннями планує опікуватись Фівзі Мамутов в Одеській обласній раді. У четвер він урочисто прийме присягу як депутат і офіційно стане першим кримським татарином депутатом Одеської облради. Його обрання затвердила виборча комісія Одещини. Кримсько-татарський борець, призер багатьох міжнародних змагань Фівзі Мамутов займе місце художника Олександра Ройтбурта, який пішов в життя 8 серпня. На виборах минулої осені Фівзі Мамутов балотувався за списками Європейської солідарності у Переморському районі Одеси, другим після Ройтбурта. Мамутов народився у Коломінському Собєтського району, а після російської окупації залишив Крим. В Одесі доволі багато переселенців, доволі багато наших кримських татар, учасників бойових дій, українців, учасників бойових дій. Я так вважаю, що дуже потрібно приділити їм увагу. Я як спортсмен, звичайно, буду намагатися приділити увагу сфері спорту, привернути увагу чиновників, депутатів до цієї сфери. І, звичайно, до питання кримсько-татарського, питання Криму, щоб цей так близький регіон до Криму не забував, що Крим – це українська земля. І ми повинні робити все, щоб наблизити його повернення, так скажімо, до батьківщини. Розвінчати міфи про взаємини українців та кримських татар і більше дізнатись одне про одного. Така мета масштабного культурно-мистецького проєкту «Шлях Йол». Він стартував на початку серпня театральними перформансами, виставками у віртуальній реальності, виступами симфонічного оркестру і не лише. Проєкт розповість про багатовікову історію та культуру кримсько-татарського народу та історичні зв'язки. Проєктом, що об'єднав 5000 учасників, опікуються художники Влодко Кауфман,
Гофман та Рустем Скибін. Это первый уникальный проект и первая такая возможность объединить уже это все на профессиональном уровне со специалистами, с деятелями культуры, историками, этнографами. Все в целое, музыканты. И показать нашу культуру, наши традиции во всех ее гранях. Также в проекте мы хотим рассказать об нашей государственности, о взаимоотношениях Украины и Крыма, об украинцах и крымских татар. Проєкт фінансується Українським культурним фондом. На думку виконавчого директора, це інвестиція в історичну просвіту українців та кримських татар, а також руйнування нав'язаних міфів про наші народи. Більш того, у нас існувала якась така такий дивний ідеологічний покруч про те, що от, власне, кримські татари – це лихо і кримські татари – це Крим. Але історія показує про те, що кримські татари упродовж багатьох століть жили на території України поруч з нами. Нікуди вони не дівалися. Це такі самі, які ми, українці, вони є українцями. Це частина України, це частина української історії. І для мене насправді дуже є позитивним і знаковим, власне, поява цього проєкту. Коли наші шляхи перетинаються, то на цьому перетині народжується щось дійсно унікальне, справжнє і на багато років. Започатковуються книги, настільні ігри й мобільний додаток із вивчення кримсько-татарської мови. Також буде презентовано айдентику кримсько-татарської культури для світу, щоб популяризувати культуру корінного народу і за кордоном. Для нас важливо показувати кримсько-татарську, українську культури через сучасний вимір та через поєднання і традицій, і сучасності. Тому ми, очевидно, розглядаємо можливості демонструвати частини проєкту «Шлях Йол» на міжнародних майданчиках. Як зазначив директор Кримського дому, режисер Ахтем Сейтаблаєв, проєкт «Шлях Йол» – це зразок того, як люди можуть об'єднуватися завдяки знанню про себе. Він пообіцяв зробити все, щоб цей унікальний проєкт був представлений спочатку в стінах Кримського дому, а згодом став частиною кримсько-татарської садиби на території Національного музею народної архітектури та побуту України. В Іспанії намагаються стримати масштабну пожежу, найбільшу для країни цього року. Заважає спека, а також вітер, який в ніч на середу став ще сильнішим. Вогонь спалахнув у сільській місцевості провінції Авіла, приблизно у 120 кілометрах від Мадрида. Усе почалося з займання автівки на шосе. Полум'я швидко поширилося, що призвело до евакуації близько 1000 людей з 8 сіл. З 14 серпня випалено щонайменше 15 тисяч гектарів лісу. Це катастрофа, всесвітня катастрофа. Майже все згоріло. Скотарі і всі інші втратили все. Пожежникам допомагають і волонтери. Тварини страждають більше за нас. Вони налякані і дезорієнтовані через дим. Ми намагаємося врятувати тих, кого можна. Ганьба, що нам ніхто не допомагає. Взагалі ніхто. Будь ласка, допоможіть нам. Ми збираємося врятувати корів, щоб вони не обгоріли. Ми замкнемо їх тут. Якщо вогонь наблизиться, ми зможемо їх захистити. Голова регіонального департаменту із захисту навколишнього середовища говорить, що лихо викликала комбінація спекотної погоди, вітру і низької вологості. Однак, за його словами, вогнеборцям поступово вдається опанувати вогонь. Зараз з пожежами бореться близько 1000 людей, включаючи 140 військових. Також на місце направили вертольоти та літаки. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого сейчас наши режиссеры выведут на экраны. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А этот блок я бы хотела начать со следующих важнейших новостей из Афганистана. Наши корреспонденты подготовили сюжет, где расскажут о последней ситуации в Афганистане и о международной реакции на то, что там происходит. Я предлагаю вместе посмотреть, и далее мы представим нашего гостя и начнем нашу беседу. Ось так сьогодні виглядають вулиці Джалалабаду. Таліби відкривають вогонь по громадянам Афганістану, які мітингують в підтримку національного прапора. У світі ж продовжують осмислювати і реагувати на події в Афганістані. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовився з президентом США Джо Байденом вже наступного тижня провести в режимі онлайн віртуальну зустріч представників країн Великої Сімки. Під час зустрічі провідні політики світу планують обговорювати проблему гуманітарної допомоги Афганістану і розробити план підтримки для біженців. Ми будемо судити про цей режим, виходячи з вибору, який він робить, а не за його словами, його діями, його ставленням до тероризму, злочинності та наркотиків, а також гуманітарним доступом та правом дівчат отримувати освіту. Захист прав людини залишається найвищим пріоритетом. В той же час в Євросоюзі розглядають можливість співпраці з Талібаном. Ми повинні встановити зв'язок із владою в Кабулі, тому що вони там. Талібан виграв війну, тож нам доведеться говорити з ними, вести діалог, коли це стане необхідно, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Цей діалог повинен бути зосереджений також на тому, як запобігти поверненню іноземних терористів, що використовували Афганістан як платформу. Ми будемо говорити з новою владою такою, якою вона є. Натомість Велика Британія та Канада недвозначно заявили, вони не визнають Талібан законним урядом Афганістану. З приводу ситуації в Афганістані збиралась і Рада безпеки ООН. За підсумком зустрічі була прийнята колективна заява. Члени Ради безпеки знову підтвердили важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб територія Афганістану не використовувалася для загроз або нападу на будь-яку країну, і щоб ні Талібан, ні будь-яка інша афганська група або окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни. З приходом Талібану до Кабула гостро постала проблема евакуації. Тисячі афганців та представників інших держав хочуть полишити Афганістан. Жахливі кадри з міжнародного аеропорту Кабула, де люди штурмують літаки, шокували увесь світ. Своїх громадян готова евакувати і Україна. Зокрема, до МЗС по допомогу звернулось понад 150 громадян. Однак повернути їх додому поки не вдається. Ми готові до евакуації. Зараз у нас є можливість, немає достатньо безпечних умов, щоб літак піднявся у повітря. У Кабульському аеропорту неможливо нічого прогнозувати. Літак повинен був вилетіти вчора, але довелося переносити постійно виліт. Але він обов'язково вилетить. Анастасія Шершень, АТР. С нами сейчас на прямой связи журналист, публицист, диссидент Александр Подробинник. Александр Пинхосович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, как в России смотрят на ситуацию в Афганистане?
Ну, в России, если говорить об обществе, то оно не слишком сильно озабочено тем, что происходит за ее границами, потому что Россия вообще достаточно провинциальная страна. Но если говорить о политически активной части, то в обществе политическая оппозиция относится с большим недоверием к тому, что сейчас происходит в Афганистане, с большой осторожностью, с плохо скрываемыми надеждами на то, что что-нибудь получится. Это очень, очень слабые надежды на то, что государство Афганистан останется правовым и хотя бы таким, ну, в такой мере демократическим, в котором оно было до сих пор. Все высказывают опасения насчет того, что права человека в Афганистане станут просто некоторой совершенно отдаленной мечтой. А власть в свою очередь, ведет абсолютно непоследовательную политику, и то, как она мечется сегодня и в последнее время, то осуждая Соединенные Штаты и НАТО за вмешательство в Афганистане, то подвергая критике за то, что они уходят оттуда, это выдает совершенно ясно отсутствие четкой стратегической политики в этом отношении у нашей власти. В России организация «Талибан» признана террористической, но при этом мы видим, как руководство России ведет переговоры с руководством «Талибана». Означает ли это, что в ближайшее время мы можем увидеть возможное признание со стороны России «Талибана» и вычеркивание ее из списка террористических организаций? Это очень возможный исход. Возможно, они даже не будут вычеркивать из списка террористических организаций, потому что, ну, судите сами, они же не должны были бы общаться с террористами. Это в России уголовные преступления, поддержка террористов, общение с террористами. Тем не менее, и министр Лавров, и другие чиновники встречаются с ними, обсуждают. Они не боятся закона и считают себя выше закона. Установить с ними отношения они вполне могут. Наша власть, нынешняя власть, находится в такой двойственной ситуации. С одной стороны, они хотят установить хорошие отношения со всеми, кто оппонирует свободному миру, кто оппонирует Западу, Соединенным Штатам. А с другой стороны, они понимают, что Талибан — это угроза для южных соседей России, для бывших советских республик, Таджикистана, Узбекистана, для всех мусульманских народов, всех мусульманских стран, потому что влияние Талибана может оказаться значительным на этих территориях. Они, конечно, этого опасаются. Поэтому, я думаю, они будут некоторое время в двойственном таком положении и будут выбирать оптимальную позицию для себя. То есть есть вероятность такого гибридного проникновения идей Талибана, в том числе и на мусульманское население России, на Кавказ и на Среднюю Азию. Правильно ли вас поняла? Вы понимаете, если рассматривать ситуацию в Афганистане в последние десятилетия, то мы увидим, что Талибан пришел к власти в 1996 году, после того, как были разрушены государственные институты в Афганистане, после долгой советской оккупации этой страны. И приход Талибана — это была реакция на насильственную оккупацию страны. И сегодня ситуация может также повториться. Талибан будет, пока они ведут себя довольно умеренно, да, по многим отзывам, но, мне кажется, почти неизбежным обострение ситуации и создание тоталитарного государства, может быть, даже такого же, какое было после 1996 года. И в этом случае, конечно, можно ожидать экспансию таких крайних террористических, экстремистских взглядов на религиозной почве во всем
мусульманские общины. Но если мы говорим про Таджикистан, потому что в эти дни высказывалось огромное количество опасений насчет того, что талибы могут пойти дальше, могут пойти на Таджикистан, то Таджикистан — это ОДКБ. Не придется ли России ввязываться снова в войну? И не просчитал ли этот ход, возможно, лидер Америки, США Джозеф Байден, когда уходил с Афганистана? Мне трудно сказать, что просчитал господин Байден и что не просчитал. Мы совершенно ясно видим, что они не вполне способны просчитывать даже ближайшие последствия. Об этом говорит такой спешный уход американских военных из Афганистана. Практически это бегство сродни тому, которое было в 1975 году из Южного Вьетнама. Я затрудняюсь сказать, просчитали они или нет, но то, что Россия будет пытаться сохранять свое влияние в Таджикистане и в Узбекистане, это абсолютно ясно, потому что претензии Путина и Кремля на восстановление геополитического господства в рамках бывшего Советского Союза, в границах бывшего Советского Союза, это одна из главных скреп Кремля, одна из главных его идей. Поэтому, конечно, они будут всячески сопротивляться проникновению Талибана в эти страны. Но все же вы считаете, что вывод американских войск с Афганистана — это провал США, это провал Джозефа Байдена? Я думаю, что это не просто провал США, я думаю, что это провал всего свободного мира, всего Запада, потому что в 21 веке недооценивать возможности глобализации последствий такого режима, как установил Талибан, какой устанавливала Аль-Каида, который устанавливало исламское государство, это значит вести себя абсолютно непрофессионально, не учитывать такие последствия, по-моему, просто невозможно. И если свободный западный мир пасует перед терроризмом, то это не просто станет трагедией для Афганистана, конечно, в первую очередь для Афганистана, но это очень даже отзовется и на всех остальных странах. Достаточно вспомнить 11 сентября 2001 года. В Талибане заявляют, что они не будут прибегать к практикам 1996 года по 2001, и, очевидно, они хотят таким образом легитимизировать сегодня свою власть, договариваться с международными партнерами, с международным сообществом и так далее. Но, как вы думаете, стоит ли для начала этому верить, и надолго ли это? Я думаю, что вообще говоря, логика авторитарных режимов такова, что они должны либо ослаблять гайки и двигаться к демократии, либо зажимать гайки и закручивать их, и становиться все более откровенным тоталитарным режимом. Вот другого пути не дано. Сегодня они, может быть, чувствуют себя неуверенно, может быть, им нужна покладистость западного мира в отношении их прихода к власти, и они поэтому дают такие дорогостоящие обещания. Но, во-первых, это совершенно не означает, что они будут их выполнять. Это раз. А во-вторых, люди, которые дают эти обещания, могут уйти со временем в тень, а придут те люди, которые будут строить по-настоящему тоталитарное общество там, и это нетрудно, и это было, и они могут просто это захотеть повторить. Я думаю, что у них даже на самом деле и выхода особого нету. Вот по поводу демократизации, Талибан уже заявил, что они не будут делать из Афганистана демократическое государство, основу управления страной составят законы шариата. Это официальное заявление Талибана, которое сегодня прошло в новостях. И все же интересно, на ваш взгляд, почему не было оказано никакого сопротивления со стороны местного населения, местной афганской армии, количество которой составляет 300 тысяч, а количество талибов 75. Вот почему все-таки, на ваш взгляд, не было этого сопротивления? Во-первых, на войне не всегда побеждает сила, а чаще побеждает ярость и пассионарность. И афганская армия, я полагаю, была очень сильно деморализована отказом от поддержки
войсками НАТО и американцами. Я думаю, их это деморализовало, и они практически сложили оружие. Но, с другой стороны, нельзя говорить, что нет никакого сопротивления, и сейчас возрождается что-то вроде Северного альянса, и сын Масуда, Ахмад-Шах Масуда, пытается вместе с бывшим вице-президентом пытается создать на севере страны сопротивление нынешнему режиму. Гражданская война, в общем, еще не закончена, и неизвестно, что еще дальше получится. И все-таки я думаю, что в Афганистане есть здоровые силы, ориентированные на демократию, или, по крайней мере, не признающие диктатуры, религиозные диктатуры. И я думаю, что они будут сопротивляться. В общем, определенные прогнозы делать рано. Может быть, ситуация может развиваться по-разному. Будем следить за событиями. Спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Александр Подробинник, журналист, публицист, диссидент с России, был с нами на прямой связи. Как действительно отметил Александр Пинхосович, сын лидера Северного альянса Ахмад-Шах Масуда, известного как Панжерский лев, убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану. Обращение Ахмад Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание. Давайте послушаем, о чем он говорит. Я успадкував від свого батька його боротьбу за свободу афганців. Цей бій тепер мій. Ми ніколи не здамося. Наші бійці, старі молоді моджахеди тут в Панджшері знову взялися за зброю. Приєднуйтесь до нас. Ми разом напишемо нову сторінку в історії Афганістану. Це буде нова глава у вічному опорі пригноблених тиранією. А тем временем рейтинг президента США Джозефа Байдена упал до 46% после захвата талибами Афганистана. Такие результаты совместного опроса Reuters, проведенного 16 августа по итогам минувшей недели, были опубликованы на средствах массовой информации. Уровень поддержки Байдена самый низкий за время его президентства, говорится в цитате. Давайте ее послушаем. Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель назвал захват боевиками Талибана власти в Афганистане самым важным геополитическим событием с момента аннексии Крыма. Давайте послушаем Жозефа Борреля. Це найважливіша геополітична подія з часів анексії Криму Росією у 2014 році. С нами сейчас на прямой связи Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Володимире, вітаємо вас. Сілям алейкум. Вітаю вас. Доброго вечора. Да. Пане Володимире, относительно ситуации в Афганистане, как вы думаете, вывод американских войск с Афганистана – это прямой результат того, что сегодня происходит, или же эти процессы, вне зависимости от вывода войск, были неизбежными? Насколько я понимаю, и судя по оценкам различных экспертов, причем зарубежных экспертов, специалистов по проблеме, мало кто ожидал, что предыдущее правительство Афганистана, президента Гани, что оно продержится долго. Вот я читал такие прогнозы еще до событий, которые произошли в последние дни, что это предыдущее правительство могло продержаться от полугода до 2 лет. Были надежды на то, что мог быть некий компромиссный вариант, то есть создание некого коалиционного правительства, некий переходной период. Но все эти прогнозы не оправдались. Вот главный шок для США и западных стран заключается именно в том, что предыдущее правительство пало буквально за несколько дней, чуть больше, нежели за неделю. Конечно, это связано с выводом американских войск, но это готовилось давно. Решение об этом принято было еще при президенте Трампе. И даже отложили вывод войск. При Трампе планировалось, что в мае их выведут, вывели их до конца июля. Ну а дальше началась эта цепная реакция. К великому сожалению, это урок на будущее. Перефразируя классика предыдущей политической эпохи, советской эпохи,
всякая революция чего-либо стоит, когда она умеет себя защищать. Вот, к сожалению, в Афганистане та власть не смогла защищать себя. И, кстати, это вот очень важный аргумент для Украины в общении с западными партнерами. Мы должны показывать, напоминать, подчеркивать, что как раз Украина, во-первых, умела бороться сама за свою свободу и умела себя защищать. Да, были ошибки, связанные с потерей Крыма, когда не боролись. А вот затем уже начали защищать и показывать, что мы умеем защищать и свою страну, и свою государственность. То есть вывод мы должны сделать такой, что Соединенные Штаты Америки ценят настоящих, надежных и сильных союзников и помогают только сильным, которые сами готовы себя защищать, так? Совершенно верно. Но об этом надо говорить. Об этом надо напоминать, это надо подчеркивать. Просто так сейчас это не пройдет. То есть на автомате к такому выводу в Вашингтоне или в Брюсселе не придут. Они сейчас в шоке. Это эмоциональное потрясение. Я думаю, что для Соединенных Штатов это наибольшее эмоциональное потрясение после поражения в войне во Вьетнаме. Меньшее, конечно, по масштабам и последствиям, но все равно достаточно серьезное. И они должны сделать правильные выводы. И мы должны очень мягко, корректно показывать контраст, что да, у нас есть немало проблем, да, у нас есть коррупция, но коррупция, которая была у нас и остается, к сожалению, еще, она нам не мешает все-таки бороться и защищаться. И вот в этом тоже главный контраст с Афганистаном. И это, кстати, тоже урок с точки зрения эффективности американской помощи. Потому что нам Соединенные Штаты давали, в том числе на укрепление обороноспособности, в сотни раз, даже не в десятки, в сотни раз меньше, чем Афганистану. И мы защищались, по сути, без особой поддержки, в том числе и американской. Джавелины дали с опозданием, когда уже активная фаза боевых действий закончилась. По Крыму никаких серьезных действий со стороны Соединенных Штатов не было. Поэтому Украина фактически защищалась сама. Помощь со стороны Запада была минимальной. И мы об этом должны мягко, корректно, но напоминать. И показывать, что западная помощь тем странам, которые находятся вот в сложной ситуации, вынуждены себя защищать, она должна быть более эффективной. И нужно учитывать именно фактор самостоятельной способности защищать себя. Пане Володимире, и еще вот такой вопрос. Если посмотреть на вывод американских войск с Афганистана с другой стороны и предположить, что сейчас разыграна такая очередная шахматная партия в геополитике, и таким образом Соединенные Штаты Америки создали мегапроблему для России и Китая и подняли тем самым ставки. Вот вы согласны? Есть ли жизнь в таких размышлениях? Вы видите на моем лице ироничную улыбку. Да. Я читал эту версию, кстати, в российских СМИ. Ну, это одна из версий. В российских СМИ очень много разных версий. Кто-то злорадствует над американцами. Кстати, наши пророссийские СМИ тоже злорадствуют вот над поражением Соединенных Штатов. Хотя не забывают, Соединенные Штаты наступили на те же грабли, что и Советский Союз. Просто Советский Союз воевал 10 лет, а Соединенные Штаты там застряли на 20 лет и потратили гораздо больше Советского Союза. Но это так, для сравнения. Но другая версия, что вот, мол, конспирологическая, это, мол, американцы специально так сделали. На самом деле, вот, тут нет какой-то проблемы для Китая. Китай очень мягко имеет контакты с талибами. Россия пытается вступать в контакт с талибами, но у россиян, я напомню, Талибан считается запрещенной организацией. Да. И любое российское СМИ должно это упоминать. Любое упоминание о Талибане должно сопровождаться. Это запрещенная в России организация. Поэтому там не все так просто. И, конечно, для России это тоже будет вызов. Но я абсолютно не верю вот в эту конспирологическую версию, что это такая хитрая задумка Соединенных Штатов. Ничего подобного. Любой дипломат, который знаком с ситуацией, вам скажет, американцы сейчас в сильнейшем эмоциональном шоке. И Байден, и вот Меркель недавно, руководство Евросоюза, они вынуждены были признать, политика и Соединенных Штатов, и Запада в Афганистане
вот все последние 15-20 лет, к сожалению, была большой ошибкой. И вот из этого надо сделать правильные выводы на будущее. А как теперь, на ваш взгляд, будет складываться международное признание власти Афганистана, вот того нового государства, которое они создали, ну, называется, если не ошибаюсь, Исламский Эмират Афганистан? Ну, еще одно исламское государство появляется в Азии, в районе Центрального Востока. И регион сам по себе всегда был сложный, и сейчас ситуация будет тоже непростой. Есть риск экспансии религиозного экстремизма в Центральную Азию. Поэтому вот все зависит от того, какой будет ситуация внутри Афганистана, будет ли повторение тех эксцессов, которые были в период первого прихода талибов к власти, вот в 90-е годы, когда и памятники культуры разрушались, и были очень жесткие консервативные правила, ограничения. То есть страна вернулась в Средневековье. Если режим будет относительно умеренный, вот я это так аккуратно говорю, относительно умеренный, если не будет каких-то массовых репрессий, каких-то диких нарушений прав людей, включая массовое убийство, то тогда будут осторожно признавать этот режим, с ним придется иметь дело. Более того, вот я отмечу, уже сейчас вольно или невольно, но приходится с талибами договариваться, дипломатам разных стран. Например, вот надо эвакуировать сейчас и дипломатов, журналистов, специалистов, которые работали в Афганистане, плюс часть афганцев, которые хотят выехать и которые боятся репрессий, которые боятся там оставаться. Об этом надо договариваться и с талибами. Надо создавать гуманитарные коридоры для вывода и вывоза людей из определенных регионов Афганистана. Есть, кстати, риск гражданской войны. Такие тоже проблемы были в Афганистане в 90-е, в начале 2000-х годов. Поэтому придется с талибами иметь дело, но все будет зависеть от того, насколько умеренной будет их внутренняя и внешняя политика. На фоне Пока сказать точно ничего нельзя. Да, и по этой теме последний вопрос. На фоне этих событий, на фоне событий в Афганистане, вчера в нашем эфире политический аналитик из США Рамис Юнус сказал, что Соединенные Штаты Америки уже не гегемон в мире, уже не мировой лидер, и они уже не представители мирового жандарма. Это слишком радикальное утверждение? Или... Ну, они не были представителем мирового жандарма. Они сами играли роль международного жандарма, но играли ее когда? В 90-е, начале 2000-х годов. Ну и я не говорю уже про период Холодной войны. Там было противостояние с Советским Союзом. Ну вот в 90-е годы и начало 2000-х годов, да, Соединенные Штаты набрали на себя роль такого мирового полицейского. Это, наверное, более корректно. Жандармы — это такое царское понятие, старорежимное российское. А вот они играли роль международного полицейского, мирового полицейского. Две операции в Ираке против Саддама Хусейна. Потом вот операция в Афганистане, это все было подтверждение этой роли. Но начиная с Барака Обамы, Соединенные Штаты сами стали отказываться от этой роли. А Трамп вообще стал проповедовать политику изоляционизма. Он считал, что надо сосредоточиться на внутренних проблемах. Байден, по сути, продолжил вот те решения, которые были приняты вот по выводу из Афганистана американских войск, которые были приняты еще при Трампе, а впервые появились еще даже при Обаме. Так что это не сейчас началось. Началось гораздо раньше. Это продолжается уже как минимум около 10 лет, эта тенденция. И, скорее всего, хотя Байден и провозгласил, что Соединенные Штаты вернутся, ну, имеется в виду к более активной роли в международных отношениях, в полной мере они эту роль вряд ли смогут выполнять, особенно учитывая вот этот афганский эффект. Им придется действовать консолидированно с Западом, придется думать, каким образом поддерживать международный порядок вот после всего того, что сейчас произошло в Афганистане. В Соединенные Штаты Америки 30 августа с рабочим визитом летит президент Украины Зеленский. Он там должен провести переговоры с Джозефом Байденом. Пане Володимире, какие ваши ожидания от этого визита? Сможем ли мы увидеть какие-то конкретные договоренности, какие-то соглашения, что не менее важно, гарантии по Северному потоку-2? Что касается гарантий по Северному потоку, забудьте.
Ну, понимаете, то, что есть вот эта декларация Соединенных Штатов и Германии, это не гарантии. Это как Будапештский меморандум. Это обещания, которые еще надо каким-то образом реализовать на практике. А реализовать их можно только через переговоры с Россией, в которых должна участвовать и Украина. Пока этого нет. И думаю, что украинская сторона должна постоянно напоминать и Вашингтону, и Берлину о том, что то, что они пообещали, они должны реализовать на практике. Поэтому эта тема не будет главной. Ее будут обсуждать, о ней будет говорить Зеленский, но главной будут другие темы. Двусторонние отношения с Соединенными Штатами и вопрос об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Насколько я наслышан, готовится подписание двустороннего соглашения о военном сотрудничестве. Это будет рамочное соглашение, но тем не менее это важный шаг вперед, потому что подобных соглашений у нас с Соединенными Штатами не было. И если удастся его подписать, а шансы на это достаточно высокие, то это будет очень серьезный шаг вперед. Конечно, это не означает, что Соединенные Штаты будут воевать в Украине против России. На это тоже не стоит надеяться. Тут не надо быть каким-то идеалистом. Но Соединенные Штаты могут более системно оказывать нам военную помощь в рамках вот такого соглашения. И мы его можем использовать как инструмент для планирования системной поддержки Украины. И, скорее всего, будет некий совместный политический документ по итогам этого визита. Плюс встречи. Встречи не только с руководством Соединенных Штатов, но и с влиятельными представителями американской общественности. Я думаю, что этот визит будет очень важен для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. А могут ли быть какие-то прорывы по кейсу Донбасса? Потому что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, после визита с Ермаком в Соединенные Штаты Америки по прибытию сюда говорил о том, что будет непосредственно обсуждаться вопрос безопасности, вопрос оккупированных территорий, в частности Донбасса. Вот как вы думаете, в этом вопросе будет какой-то прорыв? Возможно, будет ли восстановлен формат Волкер-Сурков или, возможно, привлечение США к нормандскому формату? Но это надо обсуждать не только между Украиной и Соединенными Штатами. Это надо обсуждать с Россией. Вот, что касается присоединения Соединенных Штатов к нормандскому формату. Вот если бы нечто подобное прозвучало после встречи Меркель и Байдена, вот тогда да, тогда можно было бы говорить, что да, американцы хотят присоединиться к нормандскому формату. Пока я такого желания не вижу. Что касается возобновления отдельного канала переговоров между США и Россией, ну, возможно, я этого не исключаю. Сейчас идут рабочие консультации по линии Госдепартамент США и МИД России. Там по целому ряду вопросов. Это и кибератаки, и вопросы безопасности, там, обеспечение нормальных работы дипломатических учреждений двух стран. Все это обсуждается. Может быть, этот канал будет восстановлен. Посмотрим. Но вот тут как раз опять об Афганистане вспомню. Мне кажется, сейчас американцы не пойдут на принятие каких-то кардинальных новых решений, в том числе и по Донбассу. Тем более их надо принимать только с Россией. Да, потому что они будут отходить от афганского синдрома. Вот какое-то время они будут действовать очень и очень осторожно. И в этом плане вот как раз мы можем использовать визит Зеленского в США в это время. Он может быть хорошим поводом для Байдена показать, что не все так плохо, что не все пропало. Потому что сейчас Байден под очень резкой критикой Соединенных Штатов после всего, что произошло в Афганистане. А тут на примере Украины можно показать, что у Соединенных Штатов есть надежные союзники и есть позитивные кейсы, позитивные примеры, а не только вот такие, какие случились в Афганистане. Также канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, как сообщают средства массовой информации, то есть 20 августа, должна встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. И там говорят, что среди тем встречи будет
Украина и Афганистан. И 22 августа она уже приедет в Украину. В пресс-службе канцлера Германии сообщают о том, что это будут однодневные визиты. Не странно ли, что сразу после визита в Москву канцлер Германии приезжает в Украину, и снова вопрос Украины будет обсуждаться в Москве без Украины? Подождите, но вопрос Донбасса и России будет обсуждаться в Киеве без России. Вот встречная оценка. Вас это не смущает? Меня нет. Но мы сторона, на которую напали. Мы сторона, которая... А Россия сторона конфликта. Поэтому то, что происходит, это в дипломатии называется челночная дипломатия. Канцлер ФРГ едет, вот так Киссинджер действовал в 70-е годы, когда появился этот термин. Он ездил то в Израиль, то в столицы арабских государств и согласовывал компромиссные варианты. Так и здесь. Меркель едет сначала в Россию и обсуждать будет, насколько я понимаю, тему начала переговоров по транзиту российского газа, продолжению транзита российского газа через украинскую территорию. И, конечно, тема возобновления переговоров в нормандском формате. Потом те же самые темы она будет обсуждать в Киеве. И, в принципе, логично. Сначала надо узнать, она знает позицию Зеленского. С Зеленским она же встречалась. И Зеленский озвучивал украинские интересы по двум этим темам. И Меркель сама пообещала вот в совместной декларации с Байденом, что они будут поддерживать продолжение транзита российского газа через Украину. Вот это надо обсудить сначала с Путиным, узнать его реакцию, его позицию. Может быть, там удастся о чем-то договориться. После этого она должна это согласовать с Зеленским. Это абсолютно нормальная переговорная практика. Более того, правильная практика в условиях, когда Россия саботирует нормальный переговорный процесс в нормандском формате. И когда Россия ставит ультиматумы по поводу встречи Зеленского и Путина. Так что Меркель, может быть, в последний раз будет исполнять роль посредника. Я вам скажу откровенно, я никаких прорывов от этих визитов не жду. Я знаю оценки некоторых дипломатов европейских. Они это называют не без иронии прощальная гастроль, прощальное турне Ангелы Меркель. Поэтому о каких-то договоренностях серьезных придется говорить, когда в Германии появится новый канцлер. Существует такая конспирологическая теория у нас в стране, что якобы Ангела Меркель во время визита в Украину и переговоров с Зеленским будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Ну, она об этом уже заявляла. Тут никакой конспирологии. Она озвучила эту идею еще, когда Зеленский был в Берлине. Но Зеленский совершенно справедливо в ответ напоминает. Для начала надо прекратить стрелять на Донбассе. Надо прекратить огонь. Надо возобновить устойчивое перемирие. Не может быть мирный процесс на основе односторонних уступок Украины. Та сторона тоже должна идти навстречу. И ее задача прекратить огонь. Поэтому Меркель может озвучивать все, что угодно. Но для того, чтобы договариваться, нужно конфликтующим сторонам идти навстречу. Еще раз подчеркну, все же прекрасно понимают, Меркель уходит. Поэтому какие-либо серьезные договоренности могут быть только уже с ее преемником. Она в лучшем случае может помочь, если Путин согласится, конечно же, быстрейшему началу переговоров о продолжении транзита российского газа. Но эти переговоры наверняка будут достаточно долгими и сложными. Там быстрого результата не будет. А во-вторых, может попытаться договориться о том, чтобы состоялось, может быть, тоже для нее прощальный саммит лидеров стран нормандского формата. Но это зависит от Путина. Удастся ей Путин убедить или нет. Зеленский давно эту идею поддерживает. Поэтому я пока очень сдержанно оцениваю перспективы этого визита. Никаких прорывов, никаких кардинальных решений от этих визитов Меркель в Москву и в Киев, ну или там в Сочи, куда она поедет, я не ожидаю. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсаглом, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Володимир Фесенко був з нами на прямому зв'язку. Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень.
Мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заманы» на украинском языке. Не пропустите. Сайгылар Хадашлар, АТР телеканалының yayınında Zaman информацион программасына сейретмеге unutmanız. Менесе сізлеріне Аллах хисмет ете. Ярын бұл студияда соңки хаберлер, актуаля, диселер, леселя, млайджам, АТР или олыңыз. Көршкенже. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız, takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
Ақиярынан ишғалшылар махкемесі Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтылған қырым татарларға сыңырлану тәдбірлерін белгілемеге девам етмекте. Бүгін Рустем Мурасов и Забур Абдуллаев нисбетен давалар бақылмақта. Оларны ишғалшылар террористик тақым азасы оларақ көрмекте. Тунебан ақиярынан ишғалшылар Ленин район махкемесі екі қырым татары Джеббар Бекиров и Рустем Таировны октябрьнан 11-не қадар апске ташламақ қарарына шығарды. Ишғалшылар Бекировна Русияда террористик оларақ танылған Хизбут Тахрир бөлігінің ел башысы олғанында Таировны бұл тешкілетінің азасы олғаны үшін қабатлай. Адвокат Сияр Панич қайдеткенне көре сөзде махкеме имайджи тарафының ич бір избатыны қозогыны біле алмаған. Одни и те же шаблонные фразы следователя. Может, тяжесть обвинения может скрыться, воздействовать на свидетелей. Доводы защиты я довел до суда, и что это не подтверждено материалами дела, только предположение следователя. Все, но механизм работает, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей для наших соотечественников. Ахмеджеттің ишғалшылар махкемесі имам Раиф Февзиевны октябрьнан 12-сіне қадар апске алды. Адвокат Эдем Семедляев қайдеткенне көре Рус тақықатшысы имамда Украина ватандашлығы олғаны үшін қача біле деп ве шатларға басқа етмесін деп о апске ташланмасына исрар еткен. Раиф Февзиев Хизбут Тахрир тешкілятынан бөлігіні құрғанында қабатланы. Якобы он может скрыться, может повлиять на скрытого свидетеля, который в своих объяснениях говорит, что он очень сильно опасается за свою жизнь и здоровье, что у Раифа, оказывается, очень много связей, и через криминальные связи он может каким-то образом навредить ему и его семье. Якобы он с 2015 года является организатором ячейки Хизбут Тахрир. То есть с 2015 года следствие узнало о его противоправной деятельности и ничего не предпринимал. То есть 6 лет человек ходил, никому не угрожал, никакой особо общественной безопасности не угрожал Российской Федерации. И сегодня вдруг он был задержан. Рус махкемесі ачық айдын Қабатлав тарафына қол тұта. Бұны адвокат Айдар Азаматов кечкен сені язда. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп Құрман районында тұтылып терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмен тұлыбында қабатланып махкем етілген Эмиль Зиядиновның давасы черчевесінде гызлы шат сұрғыдан кечірілген сон айтты. Оғызыны Аслан Татаров көбі танытқан. Сұрғыны діңлеген мабусының анасы Эдая Зиядинова тариф еткенне көре гызлы шат чоқсы суаллерге білмейм ве қатырламайым деп жауап берген. Сөзде махкемежілер шаатқа doğru жауап бермекте ярдымчы болған. На многие вопросы отвечал: наверное, не знаю, не помню. Вот на вопрос, например, Эмиля, когда меня задержали, он ответил: не помню, кажется, зимой. А на самом деле его арестовали 7 июля 2020 года. Потом Эмиль задал ему вопрос: с какой стороны находится второй этаж мечети? Он сказал: с правой. На самом деле мечети второй этаж находится с левой стороны. Это уже говорит о том, что он не знает. А хотя он говорит, что Эмиля знает давно, он с ним общался. Когда защита задавала свои вопросы, суд вот прямо уже не стесняясь, открыто подсказывал, как нужно отвечать свидетелю на эти вопросы. При этом суд говорил о том, что защита провоцирует его. То есть открыто суд говорил, что мы в допросе его провоцируем. Кроме этого, суд показал необъективность в каком плане, что когда я задавал вопросы, суд постоянно вмешивался в мои вопросы, пытался загнать нас, так как скажем, в рамки, говорил постоянно председательствующий судья, что у нас очень мало времени, мы работаем до 13:00 и нам нужно завершить допрос.
Ишгалчыларының аттышы нәтижесінде Шарқи жебеде Украина арбии яраланды. Бұны Бірлескен Құветлер операциясы штабында хабар еттілер. Арбий хастаханеде бұлна у қанатлендіріжі алды. Ишгалчылар Золотой, Дёрт, Пескеве, Водяной қасабалары янында тұрған Украина арбилері позицияларына ағыр майынларынан ұжым еткен. Бұны берабер гранатове құршунатыжы системалары қолланылған. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Станом на 7 годину ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Мақсус операция күчлері işgal Қырымның меморий сыңғырында душман диверсантларына yok etmеге өгренді. Идманларынан efsanesine көре Херсон вилаетіне арабаларынан истихбаратчы диверсон группалары кечіп стратегик инфраструктура объектлеріні патлатмаға істей. Украина арбилері талимлерде душман күчлеріні белгілеп yok etіп болды. Зазначене тренування проводилось у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України. Зазначене тренування підтвердило, сили і засоби готові до адекватних дій у разі терористичних загроз. Қырым платформасы саммитінің сайты Қырым татар ве инглиз тіллерінде де чалушы башлады. Украина тышышлері назирынан бірінші муавина менеджипар хабер еткенне көре платформа ақында ең актуаль хаберіні уч тілде өгренмек мүмкін. Малюмат даими шекілде яңылатылажақ. Бұл сырада ярмада ишғалі, танылмамасы сиясеті, санкциялар ве телекөстілік меселелері, инсан ақлары қорчаланмасы, экологик ве Қырым ишғалінің иқтисади ақыбетлері аққында малюмат. Порталынан бір қач бөлігі бар. Қырым ишғалден евел, Қырым ишғал алтында, Қырым платформасының экспертлер шурасы ве августның 23-де Киевде кечірілежек Қырым платформасы саммиті бөлігідір. Я всіх запрошую відвідувати цю сторінку. Вона буде розвиватися, будуть з'являтися нові іномовні версії цієї сторінки. І це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу. Ишғал етілген Қырымдан көчкенлер Русия, Украина женкінің ветеранлары үшін қайғырмақ. Бөлі меселелерінен Февзи Мамутов Одессаның вилайеті шурасында ұғрашмаға планаштыра. Августың 19-ында о депутатлық антыны бережек. Мамутов Одесса вилайеті шурасының депутаты олған ilk Қырым татарыдыр. Бөлі қарарны вилайетінің сайлав комиссиясы қабыл етті. Қырым татар күресшісі бірчок халқара ярышларының ғалибі фаал Февзи Мамутов августың 8-ында кечінген депутат Харисам Александр Ройт бұртынан ерін алажақ. Кечкен сене күзде кечірілген сайлауларда Февзинан намзеті Европейская солидарность партиясындан көстерілген еді. Жедвелде о екінші еді. Февзи Мамутов Қырымда доғда Маруси Қырымны ишғал еткенінден сон ярамаданы терк етмеге мечбур oldu. В Одесі доволі багато переселенців, доволі багато наших кримських татар, учасників бойових дій, українців, учасників бойових дій. Я так вважаю, що дуже потрібно приділити їм увагу. Я як спортсмен, звичайно, буду намагатися приділити увагу сфері спорту, привернути увагу чиновників, депутатів до цієї сфери. І, звичайно, до питання кримсько-татарського, питання Криму, щоб цей так близький регіон до Криму не забував, що Крим – це українська земля. І ми повинні робити все, щоб наблизити його повернення, так скажімо, до батьківщини. Қырым татар ве украинлерінің мұнасибетлері аққанда уйдырмалары yok етілмесі ве бір-бірлері аққанда чоқча огренілмесі. Бұ бұйық шлях йол медени лейханын esas мақсадыдыр. У августның башында саналаштырылған перформанс виртуаль сергі ве симфоник оркестрінің чықшындан башланды. Бұл лейха черчевесінде Қырым татар халқының чоқ асырлы тарихы ве медениеті аққанда ве тарихи бағлары аққанда тариф етілежек. 500-ден зияды иштиракчыны бірлештірген лейханы рисамлар Влода Кауфман ве Рустемский бенедарети. Это
первый уникальный проект и первая такая возможность объединить уже это все на профессиональном уровне со специалистами, с деятелями культуры, историками, этнографами. Все в целое, музыканты. И показать нашу культуру, наши традиции во всех ее гранях. Также в проекте мы хотим рассказать об нашей государственности, о взаимоотношениях Украины и Крыма, об украинцах и крымских татар. Лейха мелге кечірілмесі үшін Украинаның Медени фонды пара айырды. Фондның ижра мүдірі қайдеткенне көре бұл украинлер ве Қырым татарларынан тарихи марифы үшін, ятырым ве екі халық үшін олған уйдырмалар йоқ етілмесідір. Більш того, у нас існувала якась така такий дивний ідеологічний покруч про те, що от, власне, кримські татари – це лихо і кримські татари – це Крим. Але історія показує про те, що кримські татари упродовж багатьох століть жили на території України поруч з нами. Нікуди вони не дівалися. Це такі самі, які ми, українці, вони є українцями. Це частина України, це частина української історії. І для мене насправді дуже є позитивним і знаковим, власне, поява цього проєкту. Коли наші шляхи перетинаються, то на цьому перетині народжується щось дійсно унікальне, справжнє і на багато років. Булейха черчевесінде китаплар бастырылacak ойын ве Қырым татар тілі öğrenilmesi için mobil ilevesi işке düşürülecek. Bunun beraber Tamar halkının medeniyeti çetilde tanıtılması için Қырым татар halkının medeniyeti takdim edilecektir. Для нас важливо показувати кримсько-татарську, українську культури через сучасний вимір та через поєднання і традицій, і сучасності. Тому ми, очевидно, розглядаємо можливості демонструвати частини проєкту «Шлях Йол» на міжнародних майданчиках. Киевдеки Қырым евінің мүдірі, режиссер Ақтем Ситаблаев қайдеткенне көре йол лейхасы инсанлар өзлері қында чоқча біліп бірлеше білгеннің мисалидыр. Ситаблаевның сөздеріне көре бұл уникаль лейха башта Қырым евінде тақдим етілежек, сонра есе Украинаның мемарлық ве Турмош милли музей территориясында Қырым татар евінің парчасы олажақтыр. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на АТР. Это время разговоров на глубокие темы, осмысления смыслов. Я уже начинаю заговариваться, потому что немножко смущаюсь, потому что со мной сидит человек очень мощного интеллекта. Это радио, теле и вообще журналист, известный всей Украине и, конечно, всем нашим зрителям. Андрей Куликов, привет. Салям алейкум. Алейкум салям. Я хочу сказать, начать эфир вообще этот необычно, потому что, ну, все тебя знают как политического, там, журналиста, ты же вел дебаты, ну, такой, ну, ты очень такой, как бы, в определенной мере человек-памятник, ну, в профессии, да? Кстати, обратил внимание на твой галстук с тамгой. Да, это подарок друга, крымского татарина, который после оккупации видно было, мы зрителям покинул полуостров, и я его надеваю не только на телеканал АТР. Практически любое мероприятие, которое я, скажем, модерирую, я стараюсь не забыть надеть этот галстук. И ты не забываешь еще упоминать про Крым и крымских татар, где можно. Обязательно. Да. Начать я все равно хочу не с этого, это вообще странная история. Сейчас вам расскажу, вы удивитесь. Где-то года 2 назад я оказываюсь на концерте панк-группы «Шатур Гудур». Ее наши зрители, конечно, знают, особенно молодая часть. Это наши крымские, крымстарские ребята, которые
занимается творчеством музыкальным в стиле панк-рок, в стиле недостаточно развитом в Украине, но очень развитом, например, в Америке, где есть там каналы, это целая индустрия, это огромный вообще целый пласт музыкальной культуры. Они поют только на крымском языке практически. И я думал, что там будут только хрымлы в этом концертном небольшом зале, и пошел туда просто со своими увидеться. И какое мое было удивление, когда я вижу Куликова там. Причем потом я понимаю, мне так стыдно, я ничего в этом не понимаю в музыке, совсем почти. Ну, мне нравится Шатур Гудур, но это все, что я могу про них сказать. И Куликов мне такой подходит и говорит, ну... Хорошо, типа, что пришел, потому что Шатур Гудур — это самая профессиональная, самая классная панк-группа Украины. Я такой, я, конечно, кивнул. Вот, а почему? Вот выяснилось, что ты спец просто и фанат, в хорошем смысле, этой музыки. Расскажи. Ну, не именно панк-рок, а рок-музыки вообще. Панк — это одно из очень важных направлений. Я буду иногда сбиваться, потому что я хотел сказать один из найважливіших напрямків. Да? Но одно из самых важных направлений. И особенная заслуга Шатур Гудур в том, что, во-первых, они самоироничны, как многие панк-музыканты. Во-вторых, они, конечно, в крымско-татарской музыкальной культуре являются первопроходцами. Я знаю, что в свое время, когда отличная арт-рок-группа «Фаэтон» начала записывать на крымско-татарском языке рок-песни в жанре арт-рок, то есть рок искусный, не искусственный, там тоже традиционалисты говорили, это не наше, это не наше. А тем не менее, вот песни Фаэтона, такие, например, как «Али Майдамак» и некоторые другие, они до сих пор очень интересно слушаются. Ну, а Шатур Гудур, во-первых, возьмем само название. Мне друзья сказали, что это шум и гам, да. Но действительно, как панки себя могут это панк-рок, это закон жанра, да? Конечно. Закон жанра. Кроме того, если послушать их внимательно, то ты различаешь там массу полутонов и обертонов. Мало того, что они приспосабливают традиционное крымско-татарское звучание языка и музыки к современным это слышно условиям. В каждой композиции. Да, так они еще туда прячут известные, например, рок-мелодии во всем мире. Вот они записали песню «Урал», народную крымско-татарскую песню, на тех ссылках, которые были еще даже до 1944 года. И примерно с половины песни там уже четко идет «The House of the Rising Sun», да, таким подспудным течением. Хорошо владеют инструментами, хорошо поют, очень здорово, со стихами обращаются. Если я не могу полностью судить о крымско-татарской части, то, ты сказал, они почти исключительно поют на крымско-татарском. У них есть великолепная, очень глубокая песня «Лугат». Да, слова. Да, и вот там идет чередование украинских и крымско-татарских. И если ты очень хочешь, то ты можешь даже чего-то научиться из этой песни. Да. И вот там такое удивительное сочетание рифмования украинского, крымско-татарского, украинского. И оказывается, что и ритм у наших языков схожий, и можно и рифмы найти. Ну, конечно, если очень любить. Ты читал переводы, да, их текстов? Да, я читал. Я читал, но даже не читал, мне ребята сами рассказывали. Я с ними в постоянном контакте. Практически всегда премьера какой-то песни, она происходит у меня в программе «Пора року» на Громадском радио. Я очень их ценю. Но не только их. Да, я хотел спросить про вообще в целом крымскую культуру, крымско-татарскую, про то, что ты как ты о ней можешь судить. И, в принципе, ты же музыкальный критик тоже. Так? Ну, можно так назвать. Но все равно, да? Вот. Расскажи твое видение нашей культуры, раз мы с этого начали, с музыки.
Очень разнообразная. Конечно, большое искушение оставлять ее в рамках чего-то очень традиционного, потому что традиция, она у многих народов совершенно уникальная. И даже если мы находим что-то общее, и немало общего, например, в украинской и белорусской, украинской и польской, украинской и словацкой музыке, все равно это свое. Они где-то переплетаются. Вот. И поэтому крымско-татарская музыка, особенно для нас, к ней не привыкших, она весьма особенная, экзотична, да. в хорошем смысле. Но в том-то и дело, что самые передовые, самые выдающиеся исполнительницы и исполнители ваши, они осовременивают ее, не нарушая вот традиционного строя. Например, есть великолепный альбом, называется Conversation, да, разговор или беседа. Сары Халил and Рамазан Project. Это Эльвира Сары Халил, которая поет, и Расим Рамазанов, который там композитор и играет на фортепиано. Это надо послушать. Это вообще-то любого джаз, надо послушать. Это да, джаз мирового уровня просто. Даже и я абсолютно в этом уверен. Кстати, Шатур Гудур, хотя кое-кто скажет, ну так это же джаз, а это панк-рок. Шатур Гудур — это очень хороший международный уровень. Им бы еще вот пиару добавить. Если бы это еще была коммерческая музыка. Понимаешь? Мы же не в Америке живем. Ну, ничего. А хип-хоп какой у вас? Это просто вот этот хип-хоп Керим, и там и Сейран, вот я до сих пор не знаю, как будет 7.62 по крымско-татарской, но пишется он Сейран 7.62, да? И Реднекс Чаталов, и некоторые другие. Они по отдельности очень хороши. Собственно, мое увлечение крымско-татарским хип-хопом, оно началось с Керим Ватан Милет. Знаменитая композиция, да. Просто великолепная. Мощнейшая, правда. Вот именно, вот это то слово. Но кроме того, что она просто мощная, она же еще и музыкальная, что не всегда в хип-хопе и рэпе бывает. Ну, вот. И тот же Реднекс Чаталов с его композицией «Все тільки починається». Да? И там, где есть еще одна композиция, вот, по-моему, тоже Реднекс Чаталова, где такие истеричные голоса, там идет на крымско-татарском слова, а истеричные голоса подвывают «Крым наш! Крым наш!» И даже не понимая основного содержания песни, ты понимаешь, о чем то, что называется великая сила искусства. Да. Действительно. Еще расскажи твои оценки других наших исполнителей. Они все хорошие, поэтому из тех, кого знает, тем более Украина, это... А знают-то совсем мало. Ну, знаешь, конечно, мало по сравнению с тем, как могло быть, да. Но я считаю, например, что Джамала, она подняла уровень вообще вот музыки популярной. Она не опустилась на уровень попсы, а наоборот. Она подняла планочку-то. Уже стыдновато, как группа «Блестящие» выступать какие-нибудь там или так далее. Кому стыдновато, кому нет. Но вот все равно, тем, стандарт она думает поняла. о коммерческом успехе, тем и не стыдновато. Но смотри, но Джамала все-таки, она же и успешная. Она и одновременно не попсня, да? Это вот такой, она как-то, может, ты другое мнение имеешь, но она какую-то нашла грань такую, да, что она ни вокальную свою планку не опускает, ни музыкальную. Ее песня 44, она до сих пор крутится в Австралии, в Израиле, я не знаю, в Бразилии. Это правда. Мне звонят люди, рассказывают. То есть это классно спето было. Я добавил бы все-таки к Джамале и Эльвиру Сарихалил, и Эрнеса Сарихалила, и вот этих ребят из хип-хоп Керим, и Шатур Гудур, и тех, кого я сейчас вот так сходу вспомнить не могу. То, что мы кого-то не назвали, совсем не значит, что этот человек там... Вот в том-то и дело. И тут мы должны задуматься над тем, почему люди, скажем так, не менее музыкально и культурно ценные, они не столь известны. Понятно, что Джамале, с одной стороны, следует отдать должное и восхищаться тем, что она спела вот эту песню об изгнании, да, а с другой стороны, это подхватили не так потому, что это выдающаяся песня, как потому, что она на такую тему. Где как? Например, в странах, где даже не знают контекста, она сразу как в нескольких зайцев, да?
И в тех, кто просто музыку слышит. И в тех, кто текст. Там же текст не прямой. И часть вот этой крымско-татарской, она же там непонятна большинству. И в то же время в ту аудиторию, про которую ты говоришь, которая это пропускает через сердце, и она и туда попала. Ты понимаешь? Каждый находит свое. Вот, наверное, в этом и есть такая ценность музыкального произведения талантливого. Я, когда говорю обо всем этом, я имею в виду прежде всего иногда и только Украину. Я не знаю, как относятся... Я докладываю тебе, как музыкальному критику, я тебе, как такой турист, который где-то там проездил, просто у меня там сестра живет, там какие-то друзья, они заходят в супермаркеты и слышат Джамалу, они заходят, они включают радио в машине, где-нибудь там, не знаю, в Калифорнии, слышат Джамалу, при том, что там в тех странах, о которых мы говорим, музыкальных слоев развитых гораздо больше. Вот когда мы говорим про Шатур-Гудур, про панк-рок и так далее, мне очень, и с другой стороны, жалко этих парней. Почему? Потому что я знаю людей, вот вдумайтесь, индустрия. Обложки альбомов для панк-групп, их рисование является отдельной подиндустрией в Америке, не говоря про каналы панк-рока, про фестивали панк-рока, где тысячи людей, десятки тысяч. У нас это представить невозможно, даже забитый зал какой-то большой. Вот мы все-таки из Совка еще не уехали. Почему? Вспомни, сколько людей было тогда около исторического музея. Они не все, конечно, пришли на Шатур-Гудур, но, думаю, некоторые из них ушли с мыслью, я должна или должен еще туда прийти. Вот. И в этом смысле мне очень обидно, когда эта музыка и этот язык не звучат на центральных украинских телеканалах, радиостанциях. И что стоит для этого сделать? Для этого, есть, скажем так, и законодательные меры. Я все-таки считаю, что... с украинской мовой какую-то квоту додать. Да, или, по крайней мере, включить в общую квоту, которая на самом деле очень низка, 35%. А ты знаешь, что мы включены в квоту? Да, то есть если у нас вот квота украинской мовы, мы в любом соотношении крымско-татарской мовы, они просто как одно считаются. Насчет у вас. А насчет других каналов, там есть двучитание. Потому что, когда закон разрабатывали, то обещали языки коренных народов туда включить. Прежде всего, конечно, крымско-татарский. А потом, когда дошло дело до осуществления, то нет. Вот. Что можно сделать? Во-первых, можно всячески это популяризировать. Так как ты на радио это делаешь в своей специальной музыкальной программе, у которой 100% есть свои фанаты во всей Украине. Каждое воскресенье, по крайней мере, одна крымско-татарская песня. Время скажи и канал, чтобы люди слушали. 17:07, Громадское радио, в Киеве это 90,4 FM. У нас есть передатчики в Луганской и Донецкой области. Вот. До Крыма мы не добиваем. Слушай, сейчас интернет берешь просто и за 3 секунды, даже не зная частоты, просто находишь и все. И вот тут возникает очень интересная ситуация. Шатур-Гудур записали новый альбом, мини-альбом, КПВВ он называется. Или я сейчас по-крымско-татарски не вспомню, как он точно называется, но там есть Хайрлы Улсун, что-то счастливое пересечение, и так далее. И у нас есть программа, которая выходит на украинском радио, я пригласил ребят, но для того, чтобы сыграть 3 или 4 песни из этого альбома, которые на крымско-татарском языке, я должен их уравновесить соответствующим количеством песен на украинском языке. А ты точно это знаешь? Я консультировался. Просто потому, что у нас равноценно считается украинская мова может быть, и для вас крымско-татарская. как раз сделано исключение. Да? Да, как бы там ни было. Поскольку я своим долгом считаю еще и популяризацию украинской. Да тут, в общем, ни одно другому, как говорят хорошие танцоры, не мешает. Оно должно как раз помогать. Знаешь, у меня был такой совершенно потрясающий эпизод с Джамалой. Она была у меня в эфире, не в музыкальной программе, а у нас разные есть программы. Мы Крыму уделяем и крымским татарам, и другим людям, которые есть в Крыму, и суть вне Крыма, я считаю, маловато, но больше внимания, чем это в среднем, в Украине происходит. Больше. Да. И вот была у меня Джамала, мы с ней разговаривали, и
Я говорю, вы знаете, что есть очень интересная запись на украинском языке «Эй, Гузель Керим». Дети. Это Юлия Кочура. Да, Кочура и дети Крыма. просто. Да, это великолепно. Забейте, кто не знает, забейте в Ютубе Гюзель Крыма, украинскую мову, поют крымско-татарские и украинские дети под руководством Кочуры. Поют в оккупированном Крыму, это все снято. Я когда показываю, ну я же тоже такой пропагандист, чуть-чуть музыкальной культуры, насколько могу, но вот круг какой-то собирается, я ставлю эти клипы, у людей вот такие глаза, это надо показывать на всех телеканалах, ну хотя бы сколько-то раз в год, извини. Но задолго до этого ансамбль «Журбуриз» записал украинский перевод, ну, такой довольно вольный, но там передана суть этой песни на украинском языке. И я его откопал в просторах интернета, и Джамали его заиграл, и она слушает и начинает подпевать. Ну, тут я, значит, микрофон немножко открываю, и в результате появляется уникальная запись того, как Джамала подпевает Журбуризу очень-очень хорошо. Я ее тогда спросил еще, чем пахнет Родина. Она сказала, что ее родина пахнет морем. Ну, да, она же южнобережная. Да. А Ахтем Сейтаблаев на тот же вопрос, я его только двоим людям задавал, потому что перебирать тоже нехорошо, ты это отлично знаешь. Вот Ахтем сказал, что его родина пахнет лавандой. Я так задумался. Ты не задал вопрос, но чем пахнет мой Крым? Я бы даже не запах сказал, знаешь, запах. Просто первый раз, когда я увидел Крым, это была степь. Я просто спрыгнул с туристического поезда, который там стоял в отстойнике на перешейке, где сейчас, ну, все вот, вот такая КПВ, это вот это. И я просто для меня, я не помню, чем там пахло, но я просто землей обмазывался там, и отцу набирал в банку эту землю. Для меня скорее вот цвет и земля сама была, да. А еще для меня символ Крыма — это топчан металлический с деревом тоже, который разборный. Это топчан, на котором я сказал свое первое сознательное предложение, когда там сидели родственники в селе Уйчин на Манганской области. И он оттуда, в контейнере, он сейчас стоит, никому не скажу где, стоит у моих родственников в Крыму. Он прошел этот путь возвращения на родину. Он, понятно, что он был изготовлен там в Уйчах, там разобран, упакован. И он стоит, и он меня ждет. Я знаю точно, это тот самый топчан. Он стоит во дворе у моих родственников. Но не все знают, где на Манганской области. Узбекистан. Вот. Да. Это, представить, это тысячи километров, через которые своим ходом крымские татары добирались. На машинах, на самолетах, отправляли контейнеры, последние деньги тратили, чтобы мы этот прошли. Это вот сейчас, конечно, сейчас у нас гораздо более другие проблемы, да, вызванные тем, что вот, как мой друг Павел Фаблюм выразился, нас этот Египет догнал. Вот мы бежали из этого рабства, да, в себе домой. А Египет нас этот догнал. Не навечно, но догнал. Но спасибо тебе за то, что ты понимаешь, вот, как у нас устроена голова. Как мы вот... Я не уверен, что я понимаю, но я стараюсь. Ну а что ты не понимаешь? Мне кажется, вообще, знаешь, человека от нечеловека, который тоже может быть формальным homo sapiens, отличает одно только чувство. Это эмпатия. Если человек способен поставить себя на место другого, ну, значит, этот человек как бы... А если нет, то это позор цивилизации. Значит, вот человечество развивалось, а ты где-то там ответвился. И живешь там, что-то жуешь. Вот Юлия Кочула, кстати, записала еще одно произведение. Вот-вот должна где-то 16-го, что ли. Это потом вырежется. Да, вы слышали, да? Надо вот это, так сказать, да? А давай сначала Юлия Кочула. Да. Юлия Кочула еще одно произведение записала, тоже с детьми. И, в принципе, мне из Крыма довольно часто приходят сообщения о том, кто-то такую песню, кто-то такую, от Юлии больше всего. Но вчера мне написала тоже моя сотрудница, что на нее вышли какие-то ребята из Крыма, которые там пишут.
которые не мирятся с тем, что происходит. Там много людей, кто не мирится. И нам наша обязанность, собственно, зачем мы тут сидим? Да? Зачем ты сидишь у микрофона там где-то? Зачем я даю эти интервью? Зачем я беру эти интервью? Зачем? Потому что оставлять людей... Вот только мерзавец может сказать, мне все равно про Крым. Только мерзавец может сказать, это ваша проблема. Я даже, знаешь, считаю таким, ну, может, люди несознательно, некоторые говорят, определенным образом таким преступлением, когда говорят, да, пусть крымские татары, надо, чтобы Крым был, чтобы был ваш отдельный от Украины. Я говорю, минуточку, вы хотите нас бросить, что ли? Вы хотите нас оставить на одного по отношению к 10? С оккупантами, которые туда 250 лет приезжали, да? Вы как хотите? Нет. Нельзя, знаешь, плохой, может, пример, но нельзя, я часто пример уже, нельзя, значит, украли бандиты твоего ребенка, а ты такой, ну, мальчик, начинай взрослую жизнь, там, становись на ноги и так далее. Нельзя. Что-то я монолог какой-то зафигачил большой. Ну и правильно. Ну, я же у тебя интервью. Что? Я же у тебя, я же с тобой разговариваю. Так у меня же одно из главных достоинств, что я слушать умею. Да, этим пользуются некоторые политики тоже. Да, они любят его приглашать ведущим, модератором и так далее. А вот ты же много вел таких всяких там этих, ну, дебатов, там, мостов всяких, да? По тебе не видно, это точно. Ты натренированный человек. Иногда хотелось сказать, или как часто хотелось сказать, ну заткни, что ты врешь. Не, ну прям так заткнись, что ну, нет, я же не говорю, что ты сказал бы это, но просто... Ну, бывало, на самом деле, я указывал на то, что информация недостоверная, то все бывало. Я хочу перейти просто к другой теме, от музыки, в другую, в журналистику. Ну, потому что для меня ты человек, который во многом олицетворяет какие-то многими забытые какие-то стандарты, потому что даже слово стандарт уже извратили, уже все перевернуто с ног на голову. Скажи мне, почему наша журналистика, на мой взгляд, меньше развилась вот за эти годы с Майдана, чем могла бы. И на мой взгляд, наша журналистика в целом отстает от развития общества. Это мое оценочное суждение. Может, я не прав. Я во многом с тобой согласен, хотя особенно я над этим не задумываюсь, потому что работы довольно много, да. И я пытаюсь и коллег таких находить, и мы пытаемся как раз развивать журналистику. Я знаю многих людей в Украине, которые это делают, и некоторые эти средства массовой коммуникации это делают. Почему недостаточно развилось? А знаешь, мы в очередной раз поверили, что дело сделано. Да. Вот в свое время после оранжевой революции тоже поверили, пришел дядя Витя. Мы поверили, все. И вот это у нас бывает довольно часто. Народ собирается, делает героические усилия, достигает тактической победы, а потом святая вера в то, что привели к власти тех, кого нужно. Я тебе скажу сам, я долго-долго не поддавался очарованию политиков, да, ни тех, ни других, но некоторых из них я видел на Майдане. У некоторых из них в самые опасные дни, ну не самые, там, не 20 числа февраля, но тем не менее, я брал интервью. И мне казалось, что уж эти-то не подведут. Да, а потом оказалось, что нет. Я это немного и на себе знаю, потому что когда получаешь доступ к чему-то, чего не имеют другие люди, искушение бывает очень велико. Вот. И тут нужно вовремя сказать себе, нет, так нельзя, потому что еще один шаг, и тебя уже не будет. Да? И поэтому мы тоже, как журналистки и журналисты, решили, что теперь у власти те люди, которые нас понимают. Те люди, которые, как и мы, хотят развития свободы слова, хотят того, чтобы не приходилось лгать, и будут в этом, ну, может быть, даже и примером. Но оказалось, что это не так. Знаешь, какой символ власти есть в Украине неофициальный? Ну, наверное, кто-то скажет грабли, а я скажу, что ванна с подогретой водой.
ее, мне кажется, даже вот в момент смены власти, смены там в парламентских каких-то раскладов, да, может, это одна у них ванна общая, может, в парламенте одна, в уреде там другая, но их даже не перестают нагревать. То есть вот приходит другой, казалось бы, человек, она уже тепленькая стоит, ты понимаешь? И как-то все быстро привыкают, какой-то такой комфортной на температуры, что вот как я видел, не хочу даже фамилий никаких называть, но как я видел вот этих заглядывающих якобы в рот, так они же всем и заглядывают подряд. А потом на них же и топчутся. А потом опять их зовут заглядывать в рот. А потом они опять на них топчутся. Почему так? Ну неужели нельзя сказать, один раз выдохнуть и сказать, хочу быть честным, действительно. Хочу, чтобы я не боюсь острых вопросов, потому что мне нечего скрывать. Почему мы ходим по этому? Ну, это, в принципе, это замкнутый круг в определенной мере. Может, прогресса есть, но... Здесь есть и человеческая психология, и непонимание того, и непривычка к тому, что правда выигрышна. Вот, в конце концов-то она выигрышна. Да, я работаю, например, с государственными служащими, там, с прокуратурой в свое время работал в этом смысле, как общаться с средствами массовой коммуникации. Правда, да? Есть такая потребность, и тебя приглашали... Да. Именно не пиарщика, потому что пиарщик научит плохому. Пиарщик научит дай денег, обмани и отползи. На самом деле, как только ты дал денег, к тебе уже не относятся как к нормальному человеку. Окей. И когда с ними говоришь, и особенно если это происходит не раз и не два, а хотя бы в течение там недели или какого-то продолжительного семинара, или ты через месяц к ним приезжаешь, они начинают понимать. Да. И у меня есть примеры того, как эти люди первыми выносили на обсуждение те проблемы, которые у них есть. Не так, что нас обрехали, да, а вот у нас то-то и то-то, и мы пока что не знаем, что с этим делать. Или мы начали то-то и то-то, но есть такие трудности и так далее. Вот если первым раскрываешь свои проблемы... Ты обезоруживаешь противника. Обезоруживаешь противника. Ну, инициатива за тобой. Инициатива за тобой. Вот нет двух вещей у нас. Ну, в широком смысле слова. У нас нет института репутации, который намного важнее всех остальных, даже законодательно определенных институтов. То есть, на мой взгляд, репутация — это важнее, чем, извини меня, и Верховная Рада, и Офис Президента, и правительство. Потому что люди могут перемещаться из одного здания в другое, могут покидать их, могут возвращаться. Да? Но если у тебя нет репутации, ну как-то и ты безответственный. То есть если тебе нечего терять, если все знают уже, что ты такой сякой проходимец и можешь и так, то в принципе как бы ничего не меняется. И это самая еще важная подрепутационная вещь такая: нет культуры и признания ошибок. Вот ты хоть тресни пополам. Вот они будут надуваться, они будут скрежетать челюстями, понимать, что они вот в дерьме, да, кувыркаются. И еще больше их засасывает этот вот, как бы вот эта воронка грязная оправданий. Вы меня неправильно поняли. Там, да не тебя неправильно поняли, ты неправильно сказал. И когда что-то кого-то... Нет, просто мы же с тобой старые люди уже, да. Но вот когда тебя журналисты, когда... неправильно поняли. По волосам у тебя не видать. Ну, это вообще... Правда, короткая стрижка, она помогает. Да, я специально так делаю, да. Да. Ну, короче, не в этом дело. Ты меня сбил. Ну, в общем, знаешь, это тоже. Искусство сбить Муждабаева, это не каждый может. Ну, смотри. Так вот, я тебе скажу, почему я люблю прямой эфир и молодым коллегам или младшим коллегам, я говорю, если у вас есть возможность, выбирайте прямой эфир. Потому что в прямом эфире ты, когда ошибся, ты можешь поправиться. Сразу. Еще, еще до того, как все закончится. Или сразу, или немножко позже ты понял, что к чему. Но это возможность. И мне приходилось и в течение прямого эфира поправляться, и признавать ошибку. А вот если, предположим, оно все равно тебя догонит. Я с этим встречался. И я очень, на самом деле, учился журналистике на собственных ошибках. И меня именно собственные ошибки, иногда злонамеренные, а иногда не злонамеренные, научили намного больше, чем вся теория. Но я же не обучался. Слушай, для меня то же самое. Но есть же такой постулат, вот просто это, что у нас, вот вроде мы такие же, и действительно, Украина, я уверен, абсолютно европейская, западная страна, но есть вещи, которые от совка нас вот тянут еще, да. Значит, извинился слабый, политик извинился слабак,
Допустим, если бы, ну, не буду говорить фамилии, любой предыдущий президент признавал ошибки, при том не упорствовал до конца, а признавал вовремя, то он и не подходил бы к выборам с такими антирейтингами, которые уже, когда это накопилось, когда вот тут уже, ты уже с этим никуда не плывешь уже, все, да, и не повторяют то тоже. Я помню просто я прочитал переводные статьи американских авторов про культуру извинения, ну, конкретно журналистов, газет за свои ошибки. Там считается, что чем откровеннее, чем искреннее, чем быстрее, и чем, как бы сказать, не перекладывая ответственность на других, ты извинишься, потому что если тебя не поняли правильно, виноват ты. Ты дал возможность себя неправильно понять. А не это, меня опять неправильно поняли. Так, знаешь, вот у нас есть там в парламенте один человек, его все время неправильно понимает. Ну, может, ты говоришь как-то не так, чувак. Ну, это хорошо, если один такой человек. Да не один. Да. Некоторые просто сформулировать мысли не могут. Поэтому их отчаялись уже понять как-то. Вот. На каком уровне находится политическая культура у нас? Мы можем с какой-то страной себя сравнить? Или мы какой-то вообще особый я путь же не у так нас? много видел стран, понимаешь? Дело в том, что если начинать копать глубоко, то, в принципе, подобные нашим явления находят в любой стране, которую я знаю. А иногда просто поражает то, какое правонарушение или проступок считаются непростимыми в другой стране. Да, но это такие как бы, ну... Я приведу конкретный пример. Вот я работал в Британии, естественно, я следил за местной политической жизнью. И вот там начинается проверка того, как парламентарии из всех партий, это называлось как там межпартийная или что-то такое проверка, расходуют деньги, выданные им на обеспечение их парламентской деятельности. На помощников, на поездки. Да. И вот оказывается, что, например, один из них арендовал квартиру для мамы. Это проступок, и серьезный проступок. Другой вообще построил домик для своих домашних уток на прудике. Ты ж мой хороший любитель животных. Ну, третий и четвертый наняли своих племянниц и племянников и так далее. Водителей. Но и тогда двое из правящей партии и трое из главной оппозиционной партии сели в тюрьму. То есть это не просто была политическая ответственность, это уголовка? Так в том-то и дело. Они расходуют бюджетные деньги. Пусть даже в не таких огромных количествах. Ну сколько там дом для уток? Вот я же говорю. Вот каких ласк не хватает нашим политикам для того, чтобы стать людьми. И еще один пример. Был большой скандал. Я не помню, правда, в этот раз они не сели, потому что это были не бюджетные деньги. Но за то, чтобы поставить премьер-министру нужные кому-то вопросы, трое депутатов парламента взяли по 1000 фунтов. Сравнить это с теми деньгами, которые, как нам говорят, курсируют в украинском парламенте. Ну что такое 1000 фунтов? Я понимаю, да, 36 тысяч или 38 тысяч гривен – это для многих из нас деньги немалые. Но. Да. С чем сравнивать? Да. Смотри, ну давай политиков. Можно подумать, что вот мы про политиков. У нас в своем цеху, если это цехом еще можно назвать, а не публичным домом. Ну, я это все-таки называю гильдией. Слово красивое. Но часто мы видим, что и другие называют, это, кстати, очень вредно, когда называют журналистами, называют явления не своими именами. И когда телевизионного шоумена или очень продажную какую-нибудь там шоу-вумен, независимо, там, женщина, мужчина, не имеет значения, да, шоумен, они все равно. Значит, они, ну, просто клейма оставить негде. И между нами все знают, и как заносит, и от кого там заносит. И что там, и они работали там на пророссийских каналах, где просто Украину сравнивали с землей, да. Потом пошли, типа, на другие каналы, и там они уже другие. Потом они берут, значит, редакторов пытаются редактировать Википедию, выкинуть вот эти свои страницы, где они бабло зарабатывали, но как бы теперь стыдно стало, да, и как-то очиститься, такой свежий из баньки вышел, да. Мы же их тоже все многих знаем, да. Есть ли вообще украинское чистое, такое понятное и ответственное сообщество журналистское? У меня, к сожалению, есть ощущение, что как сообщество есть отдельные люди, отдельные какие-то компании, но сообщества такого нет.
Ну, значит, есть уже как это подставы, основания для того, чтобы это сообщество возникало. Нам просто нужно чаще друг с другом сотрудничать. Смотри, но есть проблема. Может, не знаю, сколько интересно зрителям будет слышать, но, например, я не пойду в действующий союз журналистов Украины. Не надо. Ну, просто не пойду, а он член международных организаций. И его же я не пойду просто потому, что там не прошел процесс очищения. Я опять фамилии называть не буду, но люди говорили, давайте дружить с русскими, давайте семинары, обсудим, значит, наше восстановление отношений. Какие восстановления отношений? У тебя война. Что ты несешь, да? И я не хочу туда. Но нет никаких, есть там какие-то журналистские этики, наши комитеты, да, но они тоже не универсальны, они тоже не мало реальных авторитетов таких, вот, что сказал, и даже такой понтовый из себя телеведущий какой-нибудь, или там скажет, ну да, вот если этот сказал, ну тогда действительно, может, мне стоит извиниться там, или измениться, да. Ну что с этим делать? Это же очень влияет вообще, и на политику в том числе, между прочим. Я тоже не член Союза журналистов. Ну, может быть, не по той причине, которую ты называешь. Мне, на самом деле, я считаю, это не нужно. Потому что, на мой взгляд, Союз журналистов должен быть ближе к профсоюзу, чем к так называемому творческому союзу. Это же тоже наследие Совка-то, на самом деле. Что такое творческий союз? Вот. Наследие Совка в чистом виде. В Британии, например, есть два профессиональных союза, которые объединяют журналистов. Причем они немножко разнятся. Один – это больше журналисты и некоторые так называемые технические работники, а другой, наоборот, больше так называемые технические работники. Почему так называемые? Потому что они все очень творческие на самом деле. И режиссеры, и звукорежиссеры, все это очень творческие люди. И да, связано с тем, что первый он организовывался, когда еще преобладала газетная журналистика. Понятно, да, потом уже электронные. А потом появились люди, которые технику знают, и так далее, и так далее. Вот. Они устраивают и забастовки, и пикеты, и принимают участие в чем? В подписании трудовых соглашений, журналистских коллективов с хозяевами. Слушай, я даже не про это сейчас. Это важный факт. Ну, то есть тогда нивелируется проблема собственности. То есть даже если какой-то бизнесмен, но действует общие правила, и он понимает, что все равно не будут пытаться влиять, да, но есть определенные межи, которые ему не дадут перейти. Просто вот эти старые профсоюзы, да, они и тот старый наверняка, ну плюс традиции британской этой прессы, англосаксонской, они не дадут даже самому наглому хозяину, не дадут перейти определенную границу. Но я даже не про это говорю сейчас, не про профсоюзность, да, а про то, что у нас, вот мне так стыдно бывает. Я, вот честно, в этих вещах под названием срачи вообще не участвую. По-моему, ты тоже не участвовал никогда. Да? Я категорически не ругаю проукраинских людей, даже если они заблуждаются, или если это делают очень аккуратно. Потому что я вижу угрозу не с этой стороны. Ну, глупо, я не знаю, мы с тобой будем драться, когда у нас там огнемет к нам пристраивают, да, с той стороны. Как-то надо находить какой-то компромисс на основе разума, чего-то. Это тоже вопрос какой-то зрелости времени, да, что люди свои самолюбие ставят выше там каких-то, не знаю, там, правил профессии, уважения к коллегам и так далее. Иногда они просто слишком долго пытались и серьезно пытались что-то сделать, а им не удавалось по разным причинам. И поэтому, почему в свое время у нас так бурно расцвело блогерство? Да, человек 3, 4, 5 раз попытался опубликовать что-то серьезное в традиционном средстве массовой коммуникации. Не вышло. Ну ладно, есть там Facebook, то все написал, назвал это блогом, а потом это затягивает. Это путь, в общем-то, наименьшего сопротивления. Но это по-человечески понятно. Вот. А если мы хотим изменять ситуацию, то нужно делать такие штуки, как АТР, как громадське радио, как громадське, когда-то громадське телебачення, теперь оно просто громадское. Ну, где нет такого понятия, чтобы там начальник сказал, вот делай так, этого не делай, да? Ну, мы такого вообще никогда не слышали. Иногда оно возникает, конечно. Тут, ну, как система, я имею в виду. Да, как системы такого нет. И это инициатива снизу. И это очень и очень ценно. Кстати, вот если припомнить времена Майдана,
тогда ведь не только громадское телебачення возникло, были и другие проекты подобные. Спільно бачення было Гром ТБ и еще что-то. Где они сейчас? Но они вообще, да, удержалось громадское, которое теперь громадское UA, потому что оно действительно было объединением людей, которые, ну не то, что они мыслят одинаково, но они в одном направлении Но оттуда работают. тоже ушло очень много людей, которых мы знаем, да, и тоже это противоестественно, на мой взгляд, было, потому что, ну, просто жалко было смотреть, как настоящие, реальные звезды, проверенные Майданом, проверенные войной, да, это все осыпалось, и в итоге все-таки тоже громадское могло стать огромным независимым общественным СМИ. Имело шанс такой. Для этого нужна была поддержка общественности и деньги, да? Не будем Да, вопрос на денег, это закрывать. да, он самый такой болезненный, главный. Украинская журналистика, за редкими исключениями, за очень редкими исключениями, это за исключениями, которые даже погрешность не составляют. Это вообще не про бизнес. Нет такого, чтобы почти нет такого, что тебя финансируют полностью зрители. Вот. Ну и как с этим быть? Вот есть варианты, допустим, Патреона, да, есть какие-то еще варианты. У тебя есть какой-то рецепт? Или мы так и будем вот по старинке рассуждать? Ну, рецепт у меня есть, но на его осуществление необходимы десятки лет. И надо просто готовиться к тому, что его действительно придется десятки лет осуществлять. Скажи. Нет, мне все Ну как? Постепенно, вот, например, наше громадское радио, да, оно 95% бюджета, до недавнего времени 97, а то и 98, это гранты иностранных в основном организаций. Чуть-чуть от украинских организаций, да, вот от Украинского культурного фонда было, еще там от пары организаций. И надо постепенно эту часть уменьшать, увеличивать часть, если ты действительно представляешь и хочешь представлять интересы громады или общины, там, как это назвать, полагаться на их поддержку. В Соединенных Штатах очень многие общественные радиостанции, они постоянно подпитываются своими слушательницами и слушателями. Ну и коммерческая, честная коммерческая деятельность. Нужно это делать. Но я думаю, что, знаешь, может, это... может и не десятки лет, может и не десятки. Может, это еще, знаешь, с чем связано? Ну, почему в Америке много этого? Ну, там человек может себе позволить $20 в месяц перечислять кому-то. Ну, да, с одной 30 стороны, даже, да. С другой... Он не стеснен, он чувствует себя, сам себя уважает за то, что он любимые радиостанции, любим там, да, дальше. У нас тоже это все-таки началось. Потом есть вторая идея, это подписки с определенными преференциями тем людям, которые помогают. Это тоже пока мало, но растет все равно. Я не знаю, бизнес этого, ну, процентов не знаю, где у кого, но я тоже это вижу. И вообще, если честно, если этого не будет, то вообще нет шансов сберечь классические СМИ. Ну, как? Это дорого. Классические СМИ это дорого. Это же не блогерство. В блогерстве что тебе нужно? Микрофон, палка, ну и мозги, конечно, безусловно. Но дело в том, что и в рамках традиционных так называемых средств массовой коммуникации возможно изготовление продукта с помощью палки, микрофона и так далее. Просто нужно меру знать, в соответствующей пропорции это делать. И так называемый контент, на самом деле содержание, или вмист, если по-украински, он может быть в значительной мере изготовлен с помощью аудитории. Это как? Ну как? Ну любой звонок в радиостудию от слушательницы или слушателя, это уже помощь. А кстати, вот, ты знаешь, я что заметил, в отличие от прежних времен, раньше много, я прошу прощения, психически неуравновешенных людей звонило, писало в газеты. Я когда пошел в газету, там у нас была целая рубрика, значит, одно нормальное письмо на 10 писем ну, людей просто из-за проблемы медицины, да, просто советской вот этой, которая была карательной в основном, психиатрия. Они нормальных людей не лечили, ну, людей просто больных не лечили. Сейчас я слушаю звонки в студии канала АТР во время эфиров, я читаю комментарии во время трансляции в Ютубе, да,
А я слышу звонки на радио. Слушай, люди раскрепостились, люди нормальные, абсолютно вменяемые, формулирующие свои мысли не хуже нас с тобой, звонят и иногда так помогают и становятся активными участниками. Это интерактивное уже как бы медиа. Вот в этом тоже выход, наверное. И это выход, Да. и это выход, который не сам по себе появился, а в результате нашей с тобой и наших коллег работы. Если бы мы не предлагали людям такую возможность, то и ответа бы не было. А скажи, пожалуйста, вот помнишь этот фильм, не буду название называть, потому что там название одного города, который, в общем, меня предал, но там есть такое... Кстати, я этот фильм никогда не любил. Молодец. Ты был всегда И там, умным, в я отличие скажу, от- у нас иногда многое происходит заблуждений из-за неправильного перевода. Этот фильм выдавали как такой, который получил, ну, если я правильно понял, который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм. На самом деле это не так. Потому что номинация называется «Лучший фильм на иностранном языке». То есть это и сразу отметает конкуренцию и с британскими, и с канадскими, и там с другими фильмами, австралийскими. и так далее. Точно, это огромный мир кинематографа. Ну да. Вот, да, ты угадал, конечно. И там один из главных героев, таких полутрагических, говорит: вот будет время, когда не будет ни театра, ни кино, будет одно сплошное телевидение. А вот что-то нет, что-то все-таки сохранилось. Ты вот тут мудрый человек, да? Ну, на мой взгляд. У тебя есть какой-то прогноз вообще в целом развития медиа? Что вот все же быстро меняется. Вот интернет, вот кажется, что давно. Но я многих своих публикаций не могу найти, потому что их просто не существует в интернете. Да? Вот. А что будет через 5-10 лет с А что, журналистикой? на последнюю страницу интернета приходилось попадать? Что это такое? Ну, очаровательная шутка такая. Набираешь что-то, а тебе высвечивается: вы достигли последней страницы интернета. Да, дальше уже некуда. Я думаю, что принципы останутся те же самые. Пропорция изменится. Для меня одним из примеров есть, скажем, падение, а потом взлет, возвращение традиционного кинематографа. Ну, если я припоминаю, и ты, наверное, помнишь, ну, ты когда в Украину и в Крым приехал? Я в Украину переехал в Киев в 15-м. Начале, ну, в первой половине 15-го. Ну, вот припоминая конец 80-х, начало 90-х, появились видеомагнитофоны. Появилась возможность смотреть что-то иное. Да. Кинотеатры пошли, Был момент. пошли Помнишь, в спад. видеосалоны были? Ну, конечно, да. Ну, вот. Потом появились видеомагнитофоны, которые уже достаточно дешево, ну, по крайней мере, не очень дорого можно было купить себе. Упали видеосалоны, смотрим дома, зачем куда-то идти, прекрасно, все хорошо. Кинотеатры тем временем, и вся эта индустрия показу перестраивается. Появляется Dolby Surround, появляются удобные кресла, массово идет попкорн и так далее, Да, и так далее. да, а был момент, просто вот ты не знаю, что спросил, мне кажется, это одновременно происходило во всех постсоветских странах, где бы ты ни находился. Был момент, когда некоторые кинотеатры просто превратились в сараи. Там, или там просто запустение было, реально, как после бомбежки. Некоторые, правда, до сих пор не восстановились, но много кинотеатров, сейчас это такая индустрия. Успешная. Ты думаешь, что у нас еще есть шанс на сохранение каких-то классических СМИ, не только Да, блогов? есть, конечно. Ну, тут от страны к стране изменяется. Вот у нас, например, газета в основном была всегда, за исключением еженедельников, это тонкая, там, Да, это особенность 3-4, украинских 2 медиа. листа. Да. А в Британии, в Италии, во Франции, в Канаде, это же вот такое. И в последнюю свою поездку в Европейский Союз, которая была, к сожалению, довольно давно, вот, я просто видел, как в Италии люди завтракают. Так у них основное за завтраком это не инстинкт круассан, такой, ты знаешь, а инстинкт. вот такая газета. И есть еще особенности у всех стран разные. У нас своя особенность. Действительно, Украина всегда была скорее телевизионной страной, чем печатной, да.
Финляндии вообще там из-за того, что язык финский мало кто использует, кроме них самих, ну, может, чуть эстонцы еще читают. У них 2 газеты основных, очень независимых, очень толстых, и весь трамвай, значит, в этих газетах, там все, да. Но мы, я боюсь, не боюсь, мы просто к этому уже не вернемся. Наш путь — это все-таки цифровая журналистика в любом случае. Но тем не менее и печатные останутся, и радио, и телевидение останутся. И когда мы говорим, например, о цифровых платформах и о том, что, мол, телевизор сейчас никто не видит, не смотрит, телевизор может быть, но телевидение смотрят. Да, оно раздробилось, туда, да. То есть вот цельно, ну, сложно себе представить, ну, кроме каких-нибудь бездельников или, может быть, людей, которые не могут выйти из дома, там, или пожилых людей, да, ну, сложно себе представить человека, который так включает утром и такой начал смотреть, да. Но просто этот контент теперь нарезанный, лежит на прилавке, просто здесь лежит. И ты берешь уже, но уже тут идет горизонтальное такое потребление. Ты не обязательно один канал смотришь, да, а ты выбираешь из разных каналов то, что тебе нравится. Ну, в принципе, это и раньше было, поклацать пультом. Что там было клацать-то? Ну, не скажи. Я тебе приведу один пример, который меня очень поразил в свое время, и за который я до сих пор телеканалу АТР очень благодарен. Я не помню, какой это был год, но уже после аннексии Крыма и после того, как вы переехали в Киев, вот, был Новый год. Ну, на Новый год я, как человек советской формации, конечно, все равно сажусь к телевизору и начинаю клацать. Может быть, с 16 на 17, что-то мне такое кажется. И я просто хотел посмотреть концерт, в котором была бы украинская музыка, украинское содержание, да, хорошая при этом музыка. И я переклацал все, там 15 или 20 каналов, которые у меня тогда были в телевидении, и ни на одном я не нашел того, что я хотел, пока я не попал на крымско-татарский телеканал АТР. И там был потрясающий концерт 2 культур, и там было парное ведение. Ну, понятно, что это, в общем-то, ход весьма логичный. Но он отвечал моим вот как-то потребам, моим нужным. Потому что с крымско-татарского телеканала я получил массу украинского искусства. Плюс, очень мудро, там было крымско-татарское содержание. Там, по-моему, парень говорил по-украински, а девушка говорила по-крымско-татарски. В общем, я с огромным удовольствием посмотрел этот концерт. Единственный в ту новогоднюю ночь, где я мог получить то, что я хотел. Потом по инерции я посмотрел уже чисто крымско-татарские песни и танцы народные. Это было очень интересно, но, возможно, я бы не стал это смотреть, если бы не было предварительно вот этого хода. Ну и вошел во вкус. Думаю, что же мне дальше покажет телеканал АТР. И тут у меня наступает это о первых впечатлениях, которые бывают обманчиво. Резкое разочарование. Потому что на экране появляется заставка хорошего комедийного фильма «Джентльмены удачи». И вдруг все там говорят по-крымско-татарски. Вот это как раз разочарование было то, что я подумал, ну вот опять будут советскую комедию показывать. И вдруг там льется такой дубляж потрясающий. Супер, да. Просто супер. Причем Леонов, он говорит по-крымско-татарски, да, но голосом голосом, Леонова, там Крамер и так далее, и так далее. Слушай, и поскольку я этот фильм, конечно, знаю почти на память, я с огромным удовольствием посмотрел его на крымско-татарском языке. Вот как можно применяться к условиям, и как в то же время развивать не только интерес других людей, которые, может быть, не воспринимают или, наоборот, как я, хотят воспринимать, но пока не умеют. И своим напоминать, и демонстрировать, насколько развит, предположим, свой язык, своя культура, что они могут такое вот сделать. В общем, я был совершенно очарован. Запомнил, правда, только Никола Питерле, Никола Питерский, да,
Ну, некоторые слова узнавал. А главное, что я же знал, на самом деле, о чем говорят. И следующий фильм, какой-то американский фильм на крымско-татарском языке. Может быть, «Патриот»? Нет, это был новогодний такой, да. Но его я уже смотреть не стал, потому что американских фильмов я не Ой, спасибо тебе за эти воспоминания. Это просто самое сильное впечатление вот той новогодней ночи. Пример того, как небольшой, в принципе, канал может на самом деле сделать то, что называется отпечаток. Да? Отпечаток на одном человеке, отпечаток в телевизионном пространстве вообще, и отпечаток для нашего понимания общего или попытки понять, что происходит. Вопрос в том, почему об этом, предположим, ну, я об этом там было в паре интервью обязательно упоминал, и для, по-моему, «Детектор медиа» и так далее, что люди должны знать. Люди имеют право знать. Но, в принципе, все равно к этому было мало участия, мало внимания. И хотя проблема того, что не было украинского содержания на телевидении в ту ночь, довольно широко обсуждалась, то поставить как позитивный пример, положительный пример, вот этот АТР в тот момент не всем, скажем так. Ну, спасибо тебе, что ты замечаешь такие вещи. На то ты и мудрый человек, как я не ошибочно сказал, что суть часто вроде как в мелочах. А на самом деле они имеют огромное значение. Благодарю, что пришел. Вот видите, тут даже мне говорить больше ничего не надо. Телевизионный гуру, на самом деле, с репутацией, с таким колоссальным опытом, не то, что тут некоторые вот сидят тут, вот, сказал то, что я вот так извне даже и не сформулировал бы, изнутри, вернее, да. Я благодарю вас за то, что вы поддерживаете телеканал АТР, канал, по выражению моего сегодняшнего гостя, особенный и высокоуровневый, и создающий новые смыслы, идущий совершенно особенным путем, очень трудным, да, но с вашей помощью мы обязательно его пройдем. Благодарю, что подписываетесь на Patreon, что смотрите, репостите, советуете друзьям. Наша аудитория растет, и прирастает она за счет цельных людей, патриотичных. Ну, а иначе и нет смысла. Мы ж тут не какие-то там частушки спеваем. Всего доброго. До новых встреч на телеканале АТР.